الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимаются в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ним тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах, говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. А что он Ховин Нохчупан? Приветствуем всех людей доброй и недоброй воли. Далдыкник Дойлойн. Машнул. Чадыш. Добро пожаловать всем. Дышим.
готовимся говорить правду. И говорим всегда правду, основанную на фактах, на истории. К нам присоединяется Бен К. Цербер. Бен К. С еврейским флагом. Интересно, кто такой этот парень? Или это девушка? Моя страна Израиль. Иччарху. Да. Всё. Так, звуки пошли. Выключаем микрофон, если не говорим. Так. Мусульмане, наверное, тоже подсоединиться хотят. Подсоединяйтесь, мусульмане. Джихадисты. Скоро откроем вам Академию джихада. Обязательно вам откроем Академию джихада, чтобы вы все погибли на джихаде. Попали в несуществующий выданный арабский рай. Джихадисты. Так. Присоединяемся. Ассаламу алейкум. Вот, пришел мусульманин. Салам алейкула. Что это обозначает? Что это обозначает сейчас? Что это? Вы зашли сюда на непонятном вам языке. Человеку что-то говорит. Что вы хотите им сказать? Вы мне? А кому? Это шалом, салам. А вы вот хотите войти в Академию джихада? В высший научный состав? Я вот рассматриваю это положение, в котором сейчас нахожусь. Вот, думаю, принять мне нужно какую-то веру. Ислам мне близко по сердцу. Вы мусульманин, да, джихадист? Нет, я пока еще не джихадист. Я маму хотел стать бы хотел бы, да. Ага. Подождите, вот если вы мусульманин, тогда если вы джихадист, сейчас мы объявляем официально открытие Высшей Академии джихада. И в высший научный состав мы принимаем вас. Вы будете нашим первым главным научным сотрудником джихада. Джихадист, научный сотрудник джихада. Как вам такое? Вам подходит? Я очень приветствую, да, я очень согласен. Чего? Пару моментов бы хотел бы, конечно, уточнить у вас знающих людей. Все, вы наш джихадист. Первый сотрудник нашего научного консилиума, состава. Знакомьтесь, для широкой публики. Фиренц работает на благо джихада, на благо опущенной мусульманской уммы. С именем Аллаха на устах, с криками «Аллах Акбер, Игбер Аллах», 4 раза на турецкий манер, идет в бой на джихад. Фисабилля аль-джихад. Что, сразу бой? Нет, зачем сразу бой? Нам бы хотелось бы хорошие моменты, мы знаем, в исламе еще все время джихад, убийство, смерть. Нет, там есть прекрасные вещи в исламе. Религия мира, добра. Все, понятно. Так. Продолжайте. Продолжайте джихад. Ну, что вот продолжать? Вот. Где ислам есть, в каждый дом ислам зайдет. Вот, и все будут мирные, и у нас будет много детей, мы за многоженство, у нас браки будут сохраняться, детей будет, рождаемость хорошая будет повышаться. Интересно, да, очень интересно. Вы не согласны с этим? Зачем вам жены, дети, если вы хотите попасть в рай и получить милость Аллаха? Сразу идите в задницу взрывчаткой и взрываться. Зачем? Не, это же истишхад. Зачем все? Жена, дети, что-то на этой земле. Фисабилля аль-джихад. На том свете Аллах вам даст 72 гурии. Не, вы знаете, вы не правы. И жемчужных непробитых мальчиков. Да. Мы сначала должны прожить жизнь нашего великого последнего посланника Всевышнего Аллаха на земле. Мы должны его путь пройти. Алейкум, Мы называемся ночью, долбояб.
О, пришел. Салам алейкум, алейкум салам. Маршалду, ночь маршалду. Дейлер маршал. Ночью и глубоко верующий мухитрон. Угу. А вы знаете, Абу Кирилл, вот очень интересное интервью Ислама Халимова, Муслим СС. Сами того не подозревая, они полностью раскрыли всю эту кухню изнутри. Свобода, вот эту сеть все не раскрыли там. А ты видел там, он раскрыл удостоверение, да, комсомольской правды. Да. Все мусульмане, комсомольцы, партократы. Смотри, ислам этот, Халимов, оказывается, пионер, комсомолец. И не успел партию по возрасту, не успел. И вот он прочитал все эти жены, вот послушай меня, послушал, он почитал, и видит устав КПСС. И это одно и то же, только здесь ислам. Да, совершенно верно. Да. Абу Кирилл, придумай сейчас, мусульмане что, пионерами, комсомольцами, что ли, стали? Очень интересно. Я ничего не придумываю, я вообще ничего не придумываю. Овца появилась. Овца, давайте. Овца твоя мать жирная. Так, ладно, вы будете говорить или будете блеять? Мусульман, что ты, как баран. Я не мусульман. У меня есть нация. А вы турваться. Нет, подожди, сейчас мы с ним быстренько разберемся. Кто вы? Вы овца? Не, я твоя мама. Так, хорошо, ладно. Вы будете нормально говорить или вас выводить в смирительной рубашке? Делайте, что хотите. Только не убивайте меня. Подождите. Раз, я вам даю шанс остаться здесь среди нормальных людей. 2, и если вы нормально будете себя вести, я вас в овчарню отправлю. 3. Хорошо, понятно? Не надо, пожалуйста. Какая овчарня? У него, видишь, чихуя-хуя написано. Всё. Это не овчарка даже. Спокойно, сидите здесь, слушайте. Абу Кирилл, зря вы ушли, хотел продолжить с вами беседу. Да. Абу Кирилл, возвращайтесь. Так, кто к нам присоединится? Бабуся с украинским флагом. Бабуся. Салют, Да. здравствуйте. Кто это? Бабуся? Да, я бабуся. Это украинка, это бабуся настоящая. Хорошо, ладно, понятно с вами. Все ясно. Здравствуйте. Давайте, ладно, идите туда вниз. Хорошо, посидите в гостевой, пожалуйста. Не мешайте. Все, давайте, отдыхайте чуть, отдыхайте, посопите 2 дырки, потом возвращайтесь. Так, хотелось бы в начале и в конце, или в середине, без разницы, воспользоваться случаем и маленький анализ сделать именно выступление, интервью, которое очень показательно для всех чеченцев, о том, как, видя, как рассыпается, как карточный домик их секста ислам, Муслим СС из Австрии, из Вены, ваххабист, джихадист, русский ФСБшный агент, мусульманин, проповедник, поехал искать другого мусульманского проповедника, хирурга Ислама Халимова. И они каким-то хотели образом показать свою непримиримую борьбу против системы, показать, какие они доблестные национал-патриоты чешской нации. Но к их сожалению и к нашему счастью, они это интервью сделали, выложили в общественном пространстве, на площадку, и тем самым, сами того не подозревая, еще раз дополнительно подтвердили то, что мы уже говорили на протяжении более 35, 37, 8 лет, что они являются, и все такие, как они, мусульмане, являются кадровыми, штатными, внештатными работниками, сотрудниками, еще с царских времен, царской охранки, во время Советского Союза, НКВД, КГБ, ФСК, ФСБ работниками, что они проповедовали и вели свою деятельность в разных ипостасях, с разных сторон, но с одной целью – одурманить чеченскую нацию, загнать ее в ислам, превратить ее в какую-то серую мусульманскую массу, без рода, без племени, чтобы мы ушли от своей национально-освободительной идеи, мечты наших предков о свободе, чтобы мы занимались установлением,
шариата, ислама, какой-то мусульманской уммы на благо по указке и по указанию из Русни с помощью их арабов. Таким образом, чеченская нация теряет свою национальную самоидентичность и попадает в какую-то исламскую мракобесную систему. Они это подтвердили, являясь, будучи кадровыми пионерами с малых лет, комсомольцами, по указке, по приказу вышестоящих своих кураторов, органов, подначасия, они превратились в исламских проповедников. У них были денежные средства, они встречались с арабами, они делали какие-то совещания в разных городах, ездили по странам бывшего Советского Союза, кооперировались с какими-то мусульманами из разных национальностей и потихоньку навязывали нам ислам в разных его формах. Где радикальными методами, где методами уговоров, где методами взывания к нашей чеченской истории, к доблести и чести, смелости наших предков, а где полной конфронтацией с местными чеченскими традиционным укладом, традициями местного нашего характера и населения Чеченской Республики, говоря тем, что они мушрики, кафиры, наджасы и так далее, и так далее, и так далее. И в конце мы получили то, что мы получили. Полная исламизация чеченской нации, которой не удавалось практически, и сейчас, правда, им не удалось, конечно же, на протяжении 450 лет Русской империи. И те люди, которые сегодня возводят себе каких-то идолов, героев в лице каких-то боевых командиров, но которые были на пути джихада, ислама, вы заблуждаетесь. Любой человек, любой мусульманин, какой бы он ни был, краски, разлива, оттенка, если он чеченоговорящий, а мы хотим подчеркнуть, мы чеченцы, Сонохчеву, я чеченец, Сонохчеву, я чеченец. Я чеченец, Сонохчеву, и у меня долг перед памятью моих предков, перед памятью тех друзей, близких людей, родственников, всех тех, которых Россия убила с помощью этой идеологии и убивает по сей день. Россия, которая коварным, обманным путем загоняет нас в этот ислам, убивает, уничтожает мою нацию. Я это все прошел, видел, все эти процессы знаю. И это мой долг, как гражданина чеченской нации, как патриота, как национал-патриота и как чеченца. Просто как чеченца. Сонохчу говорить правду. Вот даже таким путем и методом, просто голосом. А голос — это самое сильное оружие, если оно говорит правду и несет правду. Говорить правду. А правда заключается в том, что те люди, даже те, которые себя считают национал-патриотами, но возводят себе героев и говорят, что вот наши национальные герои, какие-то смелые люди, если даже они малейшим образом с именем Аллаха на устах, во имя ислама, во имя джихада, во имя того, чтобы попасть в этот арабский похотливый развратный рай, сделали хоть что-то на своем пути, то они не герои. Потому что вся суть и сущность этих людей и их борьба заключалась в том, чтобы для себя лично, не в целях освобождения своей нации и своего народа, территории, своей страны, своих родных и близких, а именно для себя получить похотливый развратный рай. Поэтому мы должны это понять, осознать, это была их личная цель. Многие были в заблуждении, мы это понимаем. Мы не стараемся очернить их память, сказать, что они были плохие люди. Нет, мы хотим, чтобы люди осознали, поняли для себя, сделали правильные выводы. Потому что сегодня мы раскрыли, что такое ислам с помощью интернета. Это очень хорошая, эффективная общественная площадка, интернет-пространство, интернет-информационные площадки, где ты можешь в спокойном режиме, приводя все эти исламские, арабские тексты, ссылаясь на их же исламские труды, показать на законодательной, на фундаментальной, базовой, канонической основе, что ислам является сектой одного араба-бедуина,
развратника, насильника, маньяка, похотливого растлителя малолетних детей, бандита, насильника, убийцы, муз Магомеда, по-чешски муз, член Магомеда. И что Аллах является одним из башков идолов, более 360, который находился в Мекке. Что мы чеченцы, что ни одна семитская арабская сказка, а почему говорю семитская арабская? Потому что арабы у семитов, у евреев взяли многие сказки. От Нохи, от Адама, от Авраама, Ибрагима, Исмаила и других. Что это все выдуманные сказки. Что ничего общего ни с какими богами, какими-то божественными силами они не имеют. Но это не наше дело. Это их разборки, это их история, это их пророки. Они им нужны, евреям и арабам. Пускай они разбираются сами между собой. Мы не боремся против ислама, мы не боремся ни против арабов, ни против евреев. Но мы стоим на истине. И у нас, у чеченцев, нет ничего общего с этими идеологиями. Особенно с арабской идеологией, фашистской, человеконенавистнической идеологией ислама. И когда мы сегодня доказали, почти на протяжении нескольких лет упорной борьбы на общественных площадках, когда им нечего нам противопоставить, когда мы простыми базовыми вопросами вводим их, ввергаем их в унижение, в том, что они не могут даже признаться, я мусульманин, когда им объясняешь, читаешь их хадисы, суры, аяты из их Камасутры Корана, показываешь, что Магомед, член Магомеда, был насильником, убийцем, маньяком, растлителем малолетних детей 7 века, что он пил, купался в верблюжьей моче, что Аллах был его идолом, башком, который по его желанию в любое время ему высылал какие-то суры и аяты. Когда мы им все это доказали, показали, и когда мы сказали, что Коран будет запрещен в чеченской нации, под каким бы предлогом это ни было, в любой его форме, на законодательной основе, что чеченцы проснутся, что чеченцы уже проснулись, просыпаются, что исламу не место в чеченской нации, что это очень губительное дело для нас. Вот такие вот деятели, мерзавцы, проходимцы, бандиты, агенты, работники, штатные, нештатные, русни, КГБ, такие как Хусейн, Ислам Халимов, Муслим СС из Вены, вылезли из своих норок, после того, как они сбежали в 1999 года из Чечни, и начинают какие-то идеи проталкивать борьбы против системы, но рассказывая свою просто личную историю, показывая, какие они мерзкие, подлые предатели, как они предавали эту нашу чеченскую нацию, как этот же Саид Хусейн, Саид Хасан, Абу Муслимов, который где-то прячется там в Германии, мерзавец, ублюдок, который ходил с этим Яндарбиевым. Тот же Яндарбиев, ублюдок, мерзавец. Этот же Ислам Халимов, тот же Мавлади Удугов, те же мерзавцы Басаев Шамиль, его брат Ширвани. Все вот эти мусульманские ублюдки, мерзавцы, как они друг с другом вязались, как они друг с другом встречались, работали на разных кураторов из Русни, как они встречались с арабами, как они завозили этих арабов, как они проповедовали ислам, как они уничтожали нашу нацию, как они предали, возглавив обманным путем национально-освободительное движение чеченской нации, после того, как развалилась эта империя, это был исторический процесс. Предали нашу идею, чаяние нашей нации, ввергли ее в хаос войны, загнали в жернова войны, в горнило войны, в русские военные жернова, армию русскую, имперскую на нас наслали, уничтожили нашу нацию, сами сбежали, и, несмотря на это, еще проповедуют ислам, и наша национально-чеченская освободительная борьба, мечта наших предков, превратилась в джихад. И получилось так, что вначале мы были на джихаде, и пришли мы к джихаду. И ничего чеченского у нас не осталось. Ничего. Да, ничего не осталось. Мы пришли к тому, что даже быть чеченцем уже стало стыдно говорить. Стало стыдно быть чеченцем. Мы должны оправдываться, чтобы просто говорить на своем родном чеченском языке. Мы должны клясться 10 миллионов раз, что я мусульманин, верю в Аллаха, и что пророк Мухаммад мой пророк. Но это не так. Мы сломали эту систему. Вот простым этим голосом сломали, говорят только правду, истину, ссылаясь на их же священные так называемые книги, тексты и писания.
И мы хотели просто донести. Есть многие голоса, которые говорят: пожалуйста, не трогайте так называемых наших героев. Потому что у нас очень сильно развита клановость, секстанство. Какие-то группы создаются, возводят себе каких-то героев. Я чеченец. Сонох Чуву. Это не простые слова. Это не просто так мы это говорим. Это мы говорим для того, чтобы вбить в ваши головы, что чеченец, Нохчо, он свободный человек. Он не поддается, не подвластен никаким догмам, никаким кланам, никаким идеологиям. Он свободен. Он не верит в каких-то богов, ему они не нужны. Он не боится смерти. Он не боится, потому что он знает, что нет того потустороннего мира. Он живет здесь и сейчас, как его предки. У него есть своя родина. Его родина – это Чечня. И у него есть свои горы, свои реки, свои равнины. Сонох Чуву. Я чеченец. Я чеченец? Сонох Чуву. Мы не боимся. Нам не нужны идолы, нам не нужны герои. Мы ни за кем никогда не ходили и не будем ходить, как стадо баранов. Каждый чеченец, он должен быть свободным, был, есть и будет им. И те вот эти вот клановые группировки, которые и демократы, и джихадисты, и джамааты, и вот эта русская оккупационная власть, которую нам русские установили силой, превратив нашу прекрасную, свободную, независимую, суверенную Чеченскую республику, чеченскую нацию в тюрьму под открытым небом. Самая геноцидная, самая зверская, изуверская система оккупации – это тюрьма под открытым небом. ГУЛАГ. Это ГУЛАГ. Это Бухенвальд на сегодня Чечня. Все, что может человек придумать, изуверское, нечеловеческое, воплощается в Чечне. И мы, чеченцы, я чеченец, Сонох Чуву. Мне не нужны герои. Я смотрю на факты, на историю с широко открытыми глазами. С открытым, здравым рассудком и умом. Я вижу факты, я их сопоставляю. Я ищу истину. Я не верю, я не боюсь, я знаю. Если я не знаю, я обучаюсь, я учу, я изучаю. Я стараюсь познать, понять процесс. Войнох чуду. Мы чеченцы. Нам не нужны идолы. Не создавайте себе идолов. Почему все это говорит? Чтобы вы поняли, что если мы приводим какие-то исторические факты, с какими-то историческими личностями. И если вам это не нравится, возможно, вы их любите, они для вас герои, но они не являются таковыми, и мы говорим об этом открыто, без всяких заискиваний, стараясь сгладить углы, то надо задуматься, надо проанализировать нашу ближайшую современную историю и сказать, почему у нас такие процессы прошли, к чему мы пришли, что они делали, как они это делали, и почему мы им позволяли и позволяем это делать? И кто бы что ни говорил, любой чеченоговорящий мусульманин, даже если для вас он является героем, он уничтожал свою нацию. Потому что только поняв, что ислам для нас губительная, чуждая система, только так мы сможем освободиться из этих русских оков и из арабского духовного рабства. Именно духовного, потому что наши мозги засорены этой страшной человеконенавистнической секс-идеологией одного араба-бедуина. И сегодня, если любого мусульманина, так называемого, возьмем, вот они говорят, наш герой Дудаев. Мы недавно высказали, привели факты исторические. Многим это не понравилось и говорят, вот и наших... Но каким-то чудесным образом вы доходите до Яндарбиева, вы доходите до всех его приближенных, для всего его окружения, но Дудаев у вас какой-то чистый, светлый человек. Ну вот Ислам Халимов рассказывает, какие они были все мерзавцы, как они там кружились, вливались в эту систему, как они дружили. Как этот Дудаев тоже был мусульманин, мерзавец. Но он не такой, конечно, был глупый, чтобы верить в эти сказки. Он использовал эту систему, чтобы быть у власти, быть вором, временщиком. Вор, бандит и убийца. Кто бы что ни говорил, это факт. У нас нет личной неприязни ни к нему, ни к Яндарбиеву, ни к Исламу Халимову, ни к Мавладе Удугову.
ни к Шамилю Басаеву и ни другим. Но мы должны же говорить правду, дорогие чеченцы, господа чеченцы. Господа чеченцы, вы же все-таки чеченцы, вы же должны быть смелыми. Когда вы видите эти исторические факты, когда мусульмане приходят вам, говорят, Дудаев наш герой мусульманской уммы, он защищал ислам, он был на стезе джихада, он декларировал джихад, он шахид, ла илляха илляллах, иншааллах. Вы говорите, что он чеченский герой, он ничего не сделал для чеченцев. Даже сегодня с его именем во всех странах Запада, этих спецслужб, такие как, возьмем пример Украины, они используют имя Джохара, наших чеченцев там в Украине делают мусульманами и загоняют в исламские батальоны. Они на пути джихада. Все чеченцы, которые попадают на территорию Украины с помощью и с именем Джохара Дудаева, они их СБУ ГРУ в угоду Русне, в принципе, делают из чеченцев бородатых, омерзительных, мерзких мусульман, лживых, трусливых маджахедов, муджахедов, которые на джихаде и хотят попасть в арабский похотливый рай. Одного этого вам должно было бы достаточно, чтобы сказать, если вы нормально мыслящий человек и чеченец, смелый, не трусливый, сказать, «Шей и Джохар ха если шейн витиш и бусал буали». Хакам аддитиш цен далитиш харкам. Давайте очистимся от этого исламского налета в любой его форме. Давайте освободимся, свои мысли, свои помыслы, свои дела, всю свою идеологию, всю свою философию. Очищайте, очищайтесь, оставьте этих людей. Отдайте этих людей этой грязной исламской, джихадистской, русской, православной, исламской, арабской, подарабской умме. Отдайте этих людей им. Они же их и держат для того, чтобы вас загонять в это рабство. Далойш и нахцан. Пархат доулиш, мяш доулиш, синош мяш дахтиш, сам доулиш, далойш и бусалднах отснаган. Шей джихад яш дабагитиш иш. Отскахпи елсманчу, ем яцер елсмани, ну цан юмяткис. Вой нохчик ам сам дахтиш, вой метдалдайтиш, махалк дайтиш харкам, инах ойляш беш, усташ беш, царя турполш беш, царя онхи беш. Харнах махалк бейт, харнохчик ам махалк бейт. Хартилыч дагандол, харкам миш кач худа деса уштол. Отснаган тягутич эл макис. Шунгинакар украинцы приходят, нам говорят чеченцам, мне чеченцу, нохчу, который знает все как есть от А до Я. Говорят, что Джохар для меня должен быть героем, потому что если он для меня не герой, то я не мусульманин, я не джихадист, я свободный, я говорю с ними на языке свободного человека, я им не подвластен, я для них непредсказуемый, они не могут мною управлять, они не могут с помощью меня делать свои мерзкие дела. Им нужен Джохар, все эти таблички на улицах, все эти батальоны, им нужны, чтобы вербовать наших чеченцев, чтобы они умирали за джихад. Потому что ты, когда говоришь «Джохар для меня герой», это герой мусульманской, джихадистской, исламской уммы, потому что так хотела Россия. Но когда ты говоришь «у меня нет героев», у меня есть только моя нация и моя история, и я свободный человек, сонохчову, я чеченец. Я стою на интересах и защищаю интересы своей нации, своего народа, своей истории, своей страны. Я защищаю свой язык. Ты неуправляемый. Ты выходишь из этой матрицы, навязанной нам Русней. Цундел, дехарду нохчиш. От матричур ардол и навязанный войн, и войн текисан был згаскаш и эли, и турпалхой. От бусалбш наган, и киекш халадеш дүйштан батса, и тиега халаяч ункарвехтан леш бол наган, далойш и нах.
Вайн уш батюш. Вай мерш дырдац, вай иштаца бельч. Вай кам мерш дырдац. Вай мерш долдиз. Вай синошц, вай домашц, вай ойленашц, вай мерш долдиз. И вай боч был бусална. Буй вот раскаш, вай чуписан был. Вай царях. Или бацаряч, он хай турпал хой бацаряч. О царь дабелыш царях дак эстан. Нох шихил, мершхил дадырди, что хой там. Дала ница قيتم سپارغت هر سین سپارغت لوال قوی نوچ قومن. От исхлам балюкер дадол от секстичур от раскишвен иквесел и секст бошел и бюрл от сюличур дадол. Вайга ниц хирбу цахилишяц и Корана ой нохчи комюкер дадокарду и ислам бошел бюр сюла дадокарду. Дала нохчи мата дал отнав бамбац и дела вен. Шна тишту я меткабац я тиш юштац шнохчи мата о что хой дэшка дюнда. Дала ниц кетен лоркоин я что. Дал я хаберт кюел сера. Иншин лук хала уэл вистахил из дошлуш. Пока к нам поднимаются мусульмане-джихадисты, мы поставим прекрасную музыку, пускай наши люди слушают хорошую музыку, а потом мы поговорим. 10 секунд. Послушаем музыку, а потом будем говорить. Все, давайте. Потом поговорим. Все на джихад. У нас очень много джихадистов в гостевой. Мы присылаем пригласительные, но они не могут к нам подняться. Так что, к сожалению, мусульмане, мы не виноваты. Эта система вас не может принять. И скоро так будет везде. Джихадисты, заходите. Объясняйте. Ассаламу алейкум, бусал вежи. Вот, салам алейкум пришел. Алейкум ассалам, алейкум ассалам. Ага, ногти уба, ханок чубо, шахо, инди чуа, динди чунокчи бич. Давайте определимся. Вы на чеченском говорите? Асандула онсо, у меня нет асандула. Да, Асандула, да? Асандула, да? Хорошо, ладно. Тогда давайте я вам базовый вопрос задам, Асандула. Асандула, да. Сандула, ухо. Так, вопрос тебе. Да. Начинайте оскорблять, но это не важно. Не, вы же начали оскорблять. Не, я вас не оскорблял, это ваше имя, Асандула. Вопрос. Два базовых вопроса. Два базовых вопроса, а потом я вам буду давать слово и говорите, что хотите. Пускай люди знают, кто вы. Я чеченец. Сонохчеву. Сонохчеву. Я чеченец. Я чеченец. Я представляюсь. Дайте мне представиться, а потом представитесь вы. Хорошо, давай. Имейте немного культуры, хотя бы общения среди людей. Вы же не среди обезьян находитесь. Абу Маймунов. Я чеченец. Сонохчеву. Сонохчеву. Я чеченец. Я чеченец. Сонохчеву. Я говорю с позиции чеченца. С позиции чеченской нации, с его многотысячелетней историей. А вы кто? Вы мусульманин? Первое, я тебе скажу, я чеченец, я и мусульманин, алхамдулиллах, я мусульманин. Хорошо, давайте сейчас разберемся, можете вы быть чеченцем? Вы признаете пророка Муз Магомеда, Муз это по-чешски член, Магомед, который купался и пил верблюжью мочу из 7 века, из саудовских песков, который растлил 9-летнюю девочку, своего лучшего друга детства, в его же доме. Вы признаете его пророком? Вы что, пророк, он не пророк. Не, подождите. Вы признаете? Как не пророк? Нет, давайте определим сейчас, а потом я вам дам его на растяжание. Нужно узнать, он чеченец или нет. Подожди. Вы признаете его пророком? Вы признаете его пророком? Вы признаете его пророком? Муз Магомед. Признаете его пророком? Секунду, я вам его отдам, я буду молчать, я даю. Мы устанавливаем рамки дебатов. Надо знать, в каких рамках с ним говорить. Я вам задал вопрос. Вы можете сделать шахаду? Ла илляха илляллах, Муз Мухаммад Расулуллах. Можете сказать? Вы можете это сказать? Вы можете это сказать или нет?
Вы можете сказать, это ваш пророк или нет? Вот здесь евреи сидят, украинцы, русские, все здесь сидят. Вы просто признаете, что вы мусульманин? Вы мусульманин? Вы мусульманин или нет? Просто скажите, ответьте на вопрос. Я чеченец, сонохчеву. Что? Хорошо, давайте я вам еще один вопрос задам, потом буду беседовать с другими. Если я чеченец, а я чеченец, я знаю, что я чеченец, сонохчеву. Какая у меня... Алло, джихад, успокойтесь. Джихад, алло. Здесь Академия джихада. Главный научный сотрудник у нас Дон Ахчи Задунайский в этой академии. Если я чеченец, сонохчеву, какая у меня связь с арабом-бедуином из 7 века, который изнасиловал 9-летнюю дочь своего лучшего друга детства, пил и мылся в верблюжьей моче? Какая у меня связь с саудовскими песками? Объясните мне, слабоумному в ваших глазах, какая у меня и моих предков связь с этим арабом? У тебя вообще предков нет, ты ублюдок, блядь. Хорошо. Вы закончили? Вы закончили? Вы представились? Вы закончили? Так, дорогие друзья, этот ублюдок, мусульманское безродное существо, вы можете с ним беседовать. Здесь есть наши друзья евреи, Маюш, Лазик, еврей, наш брат. Есть казак задунайский, чеченский, сузы. Ты давай, говорите. Я молчу. Можно я не наводи, да не важно, да, это разговор о другом. Это, послушай, друг, вопрос такой, как бы, да. По какой причине он, получается, не чеченец? Потому что он не принимает ислам, по какой причине, как бы, ты имеешь в виду, что не чеченец? Ну, он вообще не чечен, он просто чеченоговорящий мудак. Не, а чего так? Можно я спрошу? Да, ты знаешь, ты видел его метрику, что у тебя там? Откуда ты знаешь, что он не чеченец? Как ты можешь ответить за свои слова, что он не чеченец? Я знаю. Откуда ты знаешь? О, ты там мусульчу, красавчик, о, давай. Subliminal, я тебя не понимаю. Амин. Асадулlah, сам фатит. Мы живем в Европе, платим налоги. Кэтон. Асадулlah, сам фатит, что как раз плачь море выдано. А в Европе, да, это го, юхня. Езжай домой, Европа. Да, в Европе, а еще у тебя есть 6 аятов. От тебя пророк отказывается. Я не причастен тем, кто проживает среди многобожий, говорит тебе, Мухаммад, пророк, говорит тебе лично. Кэтон. Асадулlah, я спрошу кое-что у тебя, один вопрос, и потом я... Вот как раз разговор сейчас, слух касательно, вот ты говоришь, он не нохчи или он нохчи. Вот у меня вопрос тебе, ты в первую очередь чеченец или ты в первую очередь мусульманин? Я в первую очередь, я чеченец. Альхамдулилля. Красавчик, опа, значит. Сонохчу да алмола. Дел цауяшу. Елжбо. Ну, дел овцауну элчим всего, видишь. А просто ходишь, ждешь Ахирдас, поэтому происходит. Шуне до цархока цаюк лягно цаюши ходжут кшки гуаш беги име сон цальми гурцаум сон интерес я. Тогда примерно каждый. Да, Садало, короче, ты ответил на вопрос. Он говорит, что хадисы вы эти Бухари хадисы, говорит, вы написали. Ну, конечно, мы написали. А кто еще может написать? Я же вчера эту тему рассказывал. Сидит... Скажите, Лазик, Коран христица? Коран, нет, мы Коран написали. Коран не меняли, да? Мы Коран написали, а хадисы это уже потом уже арабы начали писать. Да. Ну да, примерно так и было. А Коран мы написали. Ты в курсе, вот ты знаешь, что, как же говорят же, Раббил Аламин, Рабби, знаешь, ты знаешь, что Рабби значит? Не. Равин.
Раби. Раби это раввин, да. Ну, Он прав. когда говорят раби, ну, раби я знаю, но мы говорим на джури говорим. Да, Раби, ну, да, мусульмане говорят на раби. джури. Раби Раби, аль-Алавин. ну на джури говорят, Да. как бы на нашем, Это- на еврейском, на горском еврейском. Он совершенно прав, он говорит, да, что евреи, вот подтверждение тому, что евреи, все правильно. Евреи написали. Короче, вы евреи, получаете, да? Вы иудеи. Получается так, да. И все Нет, пророки нет, тоже у нет, нас нет, евреи нет, были. нет. кроме А Мухаммада. я вот сейчас, я им такфир по-еврейски вот выношу, как бы, нет, нифига не евреи. Не хочу таких евреев. Нет, они нам не евреи. Вот я вас по-еврейски такфирю получаю. Нет. Нам такие евреи не нужны. А вот ты сейчас, получается, ты что же сказал только что? Ты сказал, что ты по религии как бы нельзя определять как бы народность и так далее, да, получается? Вот, допустим, Нохча, что бы он ни говорил, он может оставаться Нохча, неважно, мусульманин, христианин, буддист там, или язычник и так далее. Смотри, Вы евреи, хуй мой, Бача, давай. выебу, бля. Бача, давай, возьми сейчас не бори. Потом захочешь посмеяться, как бы, Ты выебу, еврей, бля. Бача, давай. Ты что поешь, нахуй, пидорас ты еврей. Нохча выкинь. Я раком поставлю, выебу вас. арабском языке, нет? Я Да нет. выебу твою мать, бля, еврей. Без маты. Почему ты Родную мать твою выебу, бля. Почему ты Вы материшься? написали Коран, хадис, мы вас ебали и будем Это ебать, твои бля. мусульмане говорят, Ужас. написали. Да мы Это вас твои ебали, мусульмане что говорят. хайбары, бля, алле. Бача, Да я вас выебу, бля. Бача. Я вас в рот Заходит выебу, твой бля. брат, Буду твой уважаемый брат, ассалам алейкум, Да заходит пошел и он говорит. нахуй. Бача, Он не мой, вот брат, я с ним ебал разбирайся, а что ты Альфа, а Бача что ты к зашел. евреям лезешь? Да я вас раком поставлю, выебу, бля, евреев. Бача заходит Я твой брат, хайбари вас мусульманин, ебал. и Еще говорит, вот из Ирана ебу вас. Я вас раком поставлю, выебу, ягуду. Альфа. Таджик, подожди. Закрой нахуй ебало. Таджик, успокойся. Альфа, слушай меня, успокоись. пожалуйста. Вот смотри, какие вы в фиту Что, среди евреев что ли? заводите, как бы. Вы между собой разберитесь, пожалуйста, кто? да, мусульмане? Который матерился, кто он по нации? Вот ты говоришь, между собой разберитесь. Вот мы тут, короче, и собираемся Асалаллах. тут разбираться между собой. Брат, Вот, Ну, брат, ты- как вы здесь заходите, допустим, вот человек вот со мной Не, общается, вот Нохча, ну, допустим, конечно, общается. если мы тут, короче, если говорим на русском языке, конечно, тут все захотят зайти и... Подожди, тоже- не, Ну, извини. я хочу- Извини, все мусульмане говорят- говорят на чеченском языке? Послушай, вот, я хочу тут на своем языке вот с ними вот разбираться и объяснить. И... Так сейчас зайдет тебе послушать. мусульманин, вот как Бача, он чеченский не знает, а он мусульманин. Да не, ну он, вот- он хочет с тобой Я выяснить вот мусульманин. эти отношения. Я араб. Ты Подождите, нормально вы ты к подождите, этому относишься? арабы, мусульмане, вот вы подождите, вот. У Ну, меня а чё? вопрос это тому человеку, который говорит со мной на чеченском языке. Ну, Я нет, ну вопрос, сейчас у меня на чеченском, к нему- кроме того, что на чеченском языке, я понял, что он ему такфирит, он его такфирит. Он говорит, послушай, ты ни хрена, не то, что такфирит, он его идентичность, как бы, национальную, как бы, берет и просто обнуляет. Он говорит, ты не чеченец, говорит. Почему? Он говорит, потому что ты не мусульманин, ни хрена, говорит. А теперь же в конце он, что, говорит, ему другой человек, чеченец, задает вопрос, он говорит, послушай, чеченец, оказывается, может быть, не мусульманин, прикинь. И кто он после этого? Не, ну вот ты скажи, да, ответь. Вот на русском я тебе задаю вопрос, на русском ответе, я закончу этот разговор. Кто он после этого? Если он не мусульманин, Нет, еще раз послушай. Смотри, он ему говорит, послушай, когда ты, говорит, не мусульманин, значит, ты не чеченец. А нет, потом... я ему сказал, что он не чеченец, мне вот плевать, кто он. А почему он не чеченец? Почему ты ему говоришь, что он не чеченец? Нет, По какой причине? нет, он оскорбляет. Нет, Потому что он тебя оскорбил, он потому что оскорбляет. он пришел на личность с тобой. Он плохой чеченец для тебя, скажи. Для Нет, меня ты он плохой оскорбляет чеченец. мой народ, он оскорбляет мою нацию. Он Вот и твой всё. народ, твою нацию не оскорблял, вот мне никогда не плевать, слышал кто оскорблял он твою там, нацию. какую веру он там верит, кого там. Нет, Ну, он там конкретно, кому-то он там постоянно, что Это его- он это делал его выбор. здесь. Опять же, я не его адвокат, послушай. Я все, что я слышал на русском, что он говорит, то, что вы говорите между собой на чеченском, это сугубо лично ваше дело, туда не лезу. Не, я Все, не все, собираюсь с вами все, подключаться. что я слышал, что хочу говорил на говорить русском вот языке, тем человеком, кто... у него была какая-то политическая Можно тематика. выключить все микрофоны? Подожди, мальчик, дай Секунду, договорю. я прошу вас. Мальчик. На секунду.
На секунду, Женщина, Я скоро выхожу, подождите, Майя. пожалуйста. Я вас вы- очень прошу, пожалуйста. Женщина, вы Я подождите. еще раз скажу. Я тоже женщина, не будешь Я ждать. еще раз Я ее скажу. прошу, чтобы она подождала. Почему? Потому что, чтобы я договорил. Не потому, что она женщина, не женщина и Если так вы далее. пришли сюда Вот эти свои сделать... разговоры держи при себе, пожалуйста, хорошо? Лазик, мне не нужен адвокат. Лазик, мне не нужен адвокат. Haberler, Если so вы пришли сюда sorry, сделать فنوق бардак, شو بقنا ده شو بونس. возвращайся на базар. Возвращайся на базар. Не хочешь, я тебя... Если ты не На хочешь, чтобы я базаре тебя поставила бабы. на Зачем мне чеченскую, на базар возвращаться? успокойся. Еще раз. Я Ну прошу. вы успокойтесь, куда вы Я прошу лезете? еще раз. Не, куда вы Я лезете? прошу еще раз. Последний Я раз. еще не я еще не Еще закончил раз. Не слово. говори мне, куда Я лезть. уважу, Я тебя посажу в бутылку и отдам девушку. вкус. Если Ты вы тоже хотите уважь. что-то сказать, вы просто Я еще раз говорю, если Уважь. вы пришли на эфир без базара. Или сейчас я продолжу разговор, ты схаваешь это. Честно, ты схаваешь. Да, лучше помолчи и послушай, пожалуйста. Я еще раз сказала, и веди себя как на базаре бабы. Слушай, если вы сюда зашли просто тут поссорить или, я не знаю, кого-то там, это... Ты зашел наезжать на человека. В комнату, и там посидите, есть. И у меня сейчас вот вопрос только этому человеку есть. Все. Не, у тебя же не вопрос был. У тебя не вопрос был, у тебя было определение ему. Вопрос Нет, это у что-то меня- другое. у меня был Вопрос, когда ты у меня задаешь был вопрос, вопрос. кем ты являешься, чеченцем, да или нет, Просто он тебе у говорит, меня да, чеченец. был вопрос, Ты говоришь, просто нет, ни не хрена. знаю. А давай теперь обосновывай. Да ё-моё. Ну, в конце ты, получается, пробалаболился, правильно? Вы можете промолчать? Я не могу промолчать, как такие вещи говоришь. Человек будет говорить, а мы будем выключить микрофон, пожалуйста. Чтобы все поняли о тему. Наверное, в теме сейчас. О чем вы говорите? Доктор Зайцев, Пожалуйста. послушайте, пожалуйста. Давай, вот видишь, Майя проявила, ну, как бы она меня уважила, как бы, дает нам договориться с тобой. Видишь, договорим? Давай договорим. Еще раз. Ты сначала говоришь ему, что он не чеченец. По какой причине ты ему такое говоришь? Вот я и говорю, если он был бы чеченцем, он не оскорблял бы весь народ. Почему ты так думаешь? Почему? Он нацию твою не оскорблял. Почему он хочет завести? А как? Хорошо, скажи, как он оскорбил. Давай, может, ты меня переубедишь. Там и было много Я чего. перестану с ним дружить. Там было много чего. Вот. Что он Да говорит? он прекрасно знает. Нет, оставь, он знает, Нет, я он- тоже знаю, нет, чтобы я с зачем тобой не ему ругался. сказать? Нет, Вот слушайте, получается, у меня что к мы вам с тобой ругаемся из-за него. У Правильно? Так меня получается? лично нету к вам никаких вопросов. Так, еще раз, я с Нет. тобой ругаюсь, я именно с этим хочу человеком этого Нохчи, дружу. который говорит, что он Нохчи. Вот я хочу с ним поговорить. Вот и все. Так, еще раз, послушай меня. Ты заходишь и его кем-то определяешь. Определяешь его нехорошими словами. Если честно, кем я его Еще берешь, перечеркиваешь его историю, да, в его жизни. А теперь, вот я с тобой разговариваю. Я говорю, этого человека знал. молчи. Я его знал как Ну, чеченца. молчи. Подожди, Значит, у него не нету перебивай, не Значит, перебивай, у него не нету. перебивай. Не перебивай. Еще раз. Я тебе объясню свою позицию, да, почему я вот с тобой так разговариваю. Вот сейчас я этот человека, как бы, вот я его всегда знал как чеченца. Сейчас ты заходишь, говоришь, что он не чеченец. Теперь Он не получается, чеченец, получается, Он не что чеченец. этот человек меня всегда обманывал. Я говорю, Нет. послушай, друг, я тебе говорю, друг, расскажи мне, а кто он, если не чеченец? Я Давай не друг. рассказывай. Не, я тебе говорю, он не чеченец. Ну, а кто он? Который материл сейчас? Он законно может долбоёб, быть, он который еврей. Не, Вот кто он? Девушка. Он Расскажи мне, жид. кто он? Кто он? Ну как кто? Жид бы, кто он еще? Он жид, хорошо. Естественно. И откуда ты взял эту информацию? Ну, взял. Есть Откуда у меня взял? про него информация есть. Откуда? Ну, оттуда, ну. Ты понимаешь, смотри, еще кроме того, что у тебя вот есть вот такое, что тебе говорят, допустим, там, ну, неважно, какие-то бородатые мужчины, с кем ты общаешься, с кем ты встречаешься и так далее. Ну, с кем ты любишь общаться, как бородатые мужики, все это. Кроме всего этого, в тебе, у тебя от женщины как бы есть один признак. Признак, это называется, ну как у нас сейчас сегодня привычно говорить, как бы это мужество. В тебе оно сейчас не будет, ну как бы ты не сможешь мне его доказать, пока ты сейчас не обоснуешь свои слова. Что вот он жид, и, во-первых, мы потом перейдем с тобой к этому разговору, что такое жид вообще и так далее. Но это не важно.
А вот ты сначала обоснуй, что он не чеченец. Ой, слушай, я что-то тебе должен объяснять. Пока ты не объяснишь, то ты получается на уровне элементарного балабола. Не, я тебе еще раз повторяю, кто ты такой, теперь ты хочешь, я тебе объясню, что балабол. Кто он? А теперь закройте микрофон, и знает, что он никто. Ногче, закрой микрофон, пожалуйста. Секундочку, потому что он просто будет гавкать, лаять. Сейчас я расскажу, как тебе может в рот попасть любой какой-то... Слышишь, ты можешь завалить ебало, короче. У меня нету к тебе никаких вопросов. У меня к тебе вопросы есть. Завали свой ебало. У меня к тебе вопросы есть. А зачем ебало? А что ты выражаешься? У меня на твои вопросы есть. Я задал вопрос одному человеку. Пускай он мне ответит. Ты передо мной задаешь ему вопрос. Хотелось бы представить, у нас доктор Лазик ведет психотерапевтическую... Сейчас, секундочку, можно Подождите, сейчас я представляюсь. Это доктор Лазик, психиатр, международник, ведет сеанс одновременной психиатрической терапии. К нам присоединился доктор Крикс тоже. Когда Лазик устанет вас лечить, вас будет лечить доктор Крикс. Продолжайте, доктор Лазик. Теперь ты, пожалуйста, выключите мне микрофон, чтобы он не перебивал. Оденьте ему смирительную рубашку, пожалуйста. Может, с вашего позволения? Пупы вы, блядь, ебаные. Смирительную рубашку можно ему одеть, пожалуйста? Дайте ему 2 пилюли. 2 пилюли дайте ему. Я еще раз повторяю. Подождите, секундочку, да. Оденьте ему этот наборник, да, елки-палки, потому что перебивает. По арбо даст, брат, по арбо даст. Доктор Сари, Ты доктор дурачок, Сари, трепанацию послушай, черепа можно сделать? когда ты так разговариваешь, как ты разговариваешь. Да идите вы все нахуй, блядь, черти, блядь, конченые. Астафрулlah. Что так делаешь? Еда тебе так-то, браво. Товарищи, кстати. Короче, он убежал. Да, давайте Маюшку послушаем. Он не выдержал прессинга. Убежал, больной убежал. Давайте Маюшку послушаем. Профессор Маюшка в гостях. Вы говорите. Можно, ребят, профессор, можно, пожалуйста, поднять? Второй больной зашел. Это ваша ебучая. Садомиты. Лазик, у тебя что, во рту хуй застрял, что ли? Людям не даешь говорить. Ты сначала... Что хочешь? Ты тоже у тебя на губах происходит, Алиханчик. А этому ногчу сколько заплатил выступать здесь? Короче, этот ходит, рассказывает, что я вам деньги плачу, чтобы... Мы бесценные, брат. Разговаривать. Нормально вообще? Это правда. Это правда, что я деньги плачу? Арсенал отправил $500, чтобы выступать. Ему сколько заплатил? Ногче, где сдача, Ногче? Что ты заикаться начал, Так я напоминаю, Алихан, подождите, алло, Алихан, если Алихан, если вы будете сквернословить, на вас пришло предупреждение. Вас ТикТок заблокирует. Пожалуйста, веди себя нормально. Я видел. Я вот что хочу понять. Подождите, дайте секунду, 10 секунд. Я представлю наших слушателей. Сегодня консилиум Высшей Академии Джихада под руководством нашего главного атамана Дона Ахшиза Дунайского, чеченской Сунжи, убийца, маньяка, насильника, злодея, расхитителя государственных средств. Присутствует доктор Лазик, психиатр, международник, доктор Крикс, профессор Маюшка. Слушаем. Алихан, говорите. Вас будут лечить. Да, мне дали слово. Ты тоже зубную щетку тоже не купил, Алихан. Стоп. Рот закрой. Вопрос. Когда папа говорит, отец говорит, сынок, молчи. Когда отец, твоя мама молчи, больная, бедная лежит, так сынок, ты лекарства мои не позволяешь. Молчи, сынок. Дай Бог твоей маме здоровья. Да, молчи, сынок. Алиханчик. Теперь я скажу, это Лазик, любитель женских Обращайтесь трусов. к нему, доктор Лазик, пожалуйста. Да, это если вы будете Лазик. плохо обращаться к доктору Лазику, придется на вас надеть смирительную рубашку. Пожалуйста, уважение. С уважением. Доктор Лазик, я вас просто прошу, доктор Лазик, хорошо? Давайте, продолжайте. Да. Пусть говорит. Заднеприводный Лазик, да. Женский любитель женских трусов, женские трусы. Все, оскорбления я не позволю в адрес своего наилучшего друга, доктора, еврея, Яхуда, самого главного доктора-психиатра Лазика. Я ему сказал, раз... Подождите, дайте 10 секунд. Успокойтесь, всем даем слово. Я сказал раз, я сказал два, я сказал 3. Наши модераторы будут выкидывать тех, кто будет оскорблять доктора Лазика.
с доктором Лазиком на уважительной ноте. К нему обращаться, доктор Лазик, хорошо? Мы сейчас его поднимаем. Если он будет продолжать оскорблять, он будет отсюда уходить в смирительной рубашке, и ему ведут внутривенные или внутримышечные успокоительные средства. Дайте Поднимайтесь. сначала мне провести терапию. Доктор Лазик, подождите, пожалуйста. Приветствую вас всех. Алихан, подожди. Я вкратце скажу, выйду. Алихан, подожди. Выключите ему микрофон. Я вашу породу Выключи это. Ну, коллега, что это такое? Выключи ему микрофон. Если вы не поняли, если углубиться в его слова, он на самом деле сделал комплимент доктору Лазику. А теперь вопрос. Алихан, подождите, доктор Лазик. Алихан, вам вопрос. То есть, я правильно понял, доктору Лазику очень нравятся женские трусы, правильно? Он носит женские трусы, вы, блядь. Подожди. А вам нравятся мужские трусы? А вам нравятся мужские трусы? Скажите, вам нравятся мужские трусы? Вам нравятся мужские трусы или нет? Мужские трусы вам нравятся или нет? Тебе плавки нравятся или семейные? Какие тебе нравятся мужские трусы? А ну давай расскажи. Какие трухля тебе нравятся? Какие ты одеваешь на голову, какие на себя? Не, подождите, ну что вы влезаете? Ответьте, пожалуйста, Алихан. Идите сказать. Последний раз скажите. Вам нравится... ваших жен. Подожди, все, давайте. Этого петуха выкидываем в петушатник. Вы пидорасы, куска, блядь, гондоны вы, блядь. Все. Алихан, я в мусорку. Я пытался. Доктор Лазик, если вы не поняли, я очень хороший психолог, я глубоко углубляюсь в каждое сказанное слово, так как я психолог, и в этом плане я, хорошо умею анализировать человека. Когда он сказал, что тебе нравятся женские трусы, это был комплимент. Натуралу мужчину никогда в жизни мужские трусики не понравятся, кроме женских, понимаете? Да, согласен, когда он понял, он уже понял, все знают, что я разоблачаю латентных тут геев, скрытых агрессивных латентных геев на пути Аллаха, да? И он сразу понял, к чему это пойдет, он понял, что я его разоблачил, он сразу же переключился на женщин, на мам и так далее. А на самом деле ему нравится трухля, ромашках. Ты видел это в нашей Раше? Как там говорил, Михалыч, видел вас в трухлях таких во сне, все манишь и манишь. Это такой же тип, понимаете, доктор? На самом деле... Коллега, согласитесь с тем, что мои пациенты тяжелее, чем ваши. Согласитесь. У меня еще такие бывают, поверьте мне. Такие тоже бывают? Нет. У меня еще жестко попадается, и мне приходится их глубоко копаясь, там, собирая каждый пазл и показывать, кто он есть, понимаешь? Ну, мы сейчас не будем хвастаться, у кого пациенты тяжелее. Я говорю про мой опыт работы, это не хвастовство. У меня очень душевно больные, агрессивные, латентные геи. Я хочу их сделать мирными. Я поэтому им говорю, make law, don't jihad. Понимаешь? Я говорю, лучше всего, клянусь Аллахом тебе, брат, лучше всего тебе пойти со своим братом, которого ты любишь ради Аллаха, и хочешь вместе с ним сделать плохое против кефира, да? Лучше займись с ним law, make law, я говорю, don't jihad. И, кстати, это работает. И сейчас мы видим очень много. Вы видели это, которые кричат Free Palestine, это трансы, там, геи, лесби. Они когда-то ходили хиджаба, у них бороды были. Но они до конца не вышли из ислама. Ну, мы выбьем из них ислам окончательно. Чтобы вы до конца не зашли. Да, они, они чуть-чуть остались в исламе, да, до конца не вышли. А надо из них выбить это все, чтобы они истинно зашли в друг друга ради Аллаха. Нет, это хорошо, что мы сегодня с вами здесь встретились, и пациенты заходят, такое, Что вы обсуждаете? обмениваемся опытом, это хорошо, это честно хорошо. Что у вас за тема, что обсуждаю, приветствую? Психиатрия, здравствуйте. Психиатрия, ислам, квантовая физика, все. Что-то вы долго что-то не то обсуждаете, слишком детализируетесь на каком-то ненужном диагнозе. Понятие. Я раскрываю науку квантоанальную физику, понимаешь ли? Показываю, что такое. Я этим басурманам показываю, что такое квантоанальная физика.
чтобы они его применить Я друг на друга ради Аллаха. не специалист в этих делах, я тогда выйду, наверное. Ради Аллаха, оставайся, не уходи, пожалуйста. Нам твоя помощь так нужна. Ты нам нужен, ты же наш ассистент, не выходите, пожалуйста. Зеро, зачем, куда ты выйдешь? Зачем ты выйдешь? Не, просто... Я вас очень прошу. Ну не по важно, поводу забегали здесь вот эти обезьяны, ваши же поводу обезьяны. У нас одни обезьяны на всех, как бы, да, скажем так. Блин. Слушайте, я понимаю, у меня с интернетом проблема, но с вашей квантоанальной физикой, пожалуйста, оставьте наши трусики в покое. Ну, Алихан, это видишь, к чему было сказано? он хочет на мужчине их увидеть, как бы, ваши трусики. Вот, у него такая тема. Это наш Это клиент, было сказано наш пациент. по поводу использования, да, вспомогательный ресурс. Сегодня где-нибудь шариат установили или нет? Никто не в курсе. Ну, пока занимаются ребята по всей Европе, альхамдулилля, занимаются. Ждем чистого шариата на планете где-нибудь, чтобы у нас... Чистейший, как в Колумбии, такой же нужен. Да, чистый где-то. А то они говорят, что нет чистого шариата, и Европа... В Колумбии чистый. Они в Европе ждут, выжидают, страдают в Европе очень тяжелой ситуацией и ждут, где установят чисто шариат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Абу Кирилл, наш устаз. Алейкум салам. Надо права шариатчиков защищать надо. Где правозащитники джихадистов? Вот я здесь все защищаю. Царь, здравствуй, царь. Я иудей, видишь, как я к тебе вот так. Царь. Да, надо открыть организации, вот эти организации, Human Jihad Watch, там, Watch, там, как там, на всякие, там, вот эти. Да, кстати, хорошая идея. Нужно какой-то логотип тоже придумать. Такой бородатый муджахид стоит с бензопилой. Miss Rights Watch, там, что-то такое, как там называется. Абу Кирилл, как бы, вот это истина, как бы, всего того, что происходит на Кавказе, чтобы вы понимали. Это Абу Кирилл. Абу Кирилл, это получается, это куда ни глянь, куда, как бы, да, какой бы джихад ни происходил, получается, это, во всем исламском мире, ну, постсоветского пространства, это Абу Кирилл. А куда выше? А кто пророк? Абу Кирилл пророк. Ну, в данном случае, да. 100%. Да? Можете пригласить одного человека? Конечно, Рустам, приглашай. Салафи. Давай, отличный вариант, давай. Ну вот, и когда поднимется, вы сильно не ущемляйте его права верующего. Да, надо аккуратно. Это правда. Права шариатчиков не надо сильно. Аккуратно. И ранимые очень. Этот первый нормальный такой был. Слишком надо было немножко пообщаться с ним, поговорить, раскрыть, посмотреть, о чем он думает. Его вероубеждение немножко надо было с ним пообщаться, но ладно уж, получилось так. Салман, брат, поднимайся. Не, молодой, 16 лет. Ну, что, Ну, он здраво рассуждает. Это нужно еще барабанную дробь, что ли, поставить? К нам сюда сидит, слушает нас охотник за геями под именем, все мы знаем его, Вохтак. Сам называет себя Мухаммад, там, Буэсер зашел. Буэсер, мы знаем, что вы сидите, слушаете, вам очень нравится эта тема. Пожалуйста, поднимитесь и давайте подискутируем. Я видел то, что вы опубликовали спустя длительное время, запись, и то вырезая его, хотя у нас разговор был несколькочасовой, и микрофон тоже вы выключали, мы вам так, с вами мы так не поступим. Давай, бойся, давай, поднимайся, давай, рассказывай, давай, как тебя посадили изначально, чтобы ты искал геев в интернете, давай. Расскажи, как ты доблестно арестовал 2 парней за то, что они вероотступники, но вы так боялись это признать открыто и сказали, что они геи якобы. Давай, бойся, давай. Мы же знаем, что ты за всем этим стоишь. Давай, стукачок наш, давай.
поднимайся. Коллега, если вы не в курсе, он сидит, слушает нас. Они все слушают. Как только они поэтому сюда и заходят все это анальные. Вы заметили, они все сюда заходят, потому что они запускают. А этот БОСР, вот этот Охтак, его еще... Тише, у тебя тут пастухи евреи сидят. У них 2 миллиона геев, если что. Будь осторожен насчет заднеприводных. Супер. Всем добрый вечер. Почему я не... Мальчики, вы успокоились? Все, вижу, вон кураторы этих недочеченцев поднялись, все нормально. Элька, ты курируешь, да, вот этих чеченоговорящих? Нет, а надо? Да, как нет? Любой каприз за одну сумочку. Да, конечно, мы понимаем это. Вы же спонсоры этих, не знаю, болванов. Арман, а ты по вечерам курируешь? Да, бывает так, закрутишь, покурируешь, нет? Симбойл, ты вообще заткнись вообще. С тобой разговаривать, себя не уважать. Ты же сбежала вчера или позавчера с эфира, когда я насчет Амина начал разговаривать. Чё ты хвост поджал, убежал? А ты что, ты знаешь? Почему ты не следишь за своей вот этой, я не знаю, блудницей? Ну иди ты туда, сделай что-нибудь. Она у вас одна на всех, да, как я понимаю. Вы ее раскидываете между собой и армянами. Не завидуй. Я завидую, получается. Прикинь. Ты вот это продвигаешь, да? Я ничего не продвигаю. Ты вот это продвигаешь. продвигать хочешь, я не пойму. Объясни. А почему ты вот копируешь чужие фотографии? В чем прикол? Ты даже не ответил. Он не копирует, он себя определяет как гея. Началось, 20-30 человек сразу. Ну дайте вам поговорить, пускай поговорит. Твоя жена знает, что у тебя жена другая есть. Подожди, вопрос тебе. Симпуэл или как тебя там? Подождите. Евреям вопрос. Евреи, вам такой вопрос. Даже если бы ваша еврейка гуляла с кем-то, с кем попала, предположим, да, вот такую картину, вы бы ходили бы на все стримы и говорили бы о своей еврейке другим национальностям за то, что она поднимается другим нациям там, и так далее. Вы эту ее там то делаете, вы бы стали бы унижать эту женщину? Я просто ни разу... Я ни разу просто не... Кринж, или как тебя? Подожди, дай. Дай сказать. Муж имеет. Смотри, Лазик, ты понимаешь, что говоришь? Вы подняли, дай поговорить. Подожди. Ты понимаешь, что прикол? Лазик, скажите мне, пожалуйста. Майя, ты можешь не встревать уже? Надоело, ты честное слово. Гей, подожди, закрой. Гриц, давай, смотри. Почему есть чеченский народ с евреями? Ты можешь... Подождите, можно задать вопрос? Мы тут Гей, задали мне вопрос, гей. Подожди секунду. Лазик, ты еще раз, я с тобой солидарен. Почему? Потому что... Бардак не устраиваете, по одному говорите. Если ты не у меня дома, мне на тебя похрен, да. Ну хорошо, что ты признаешься, то, что тебе нравится какой-то чеченец, да. Вот один человек разговаривает. Во-первых, хорошо. Ты один на один поговорить можешь? Я с тобой один на один поговорить. Во-первых, я хочу... Лазик, подожди, Вы можете рты закрыть. Крикс, дай мне своего пациента, пожалуйста. Коллега.
Все, давайте Давайте сначала вот расскажу вам насчет Амины. Амина это человек, как общественный транспорт, понимаете, где автобус, вот все заходят к нее, Мы тебя не просили ничего о ней рассказывать. Да Потом, ладно, когда да она ладно, будет, я Сидор, тебе скажу. Секундочку. Можешь мне отдать ему на 3 минуты, ребята, отдайте мне его, пожалуйста, да. Вот у меня к тебе, Ну какой же он во-первых... гондон? Какая разница нам какой-то транспорт? Подожди, Назвали гондон. секундочку. Он ненавистник женщин по какой причине, вот он сейчас признает это как бы через свой никнейм. Ему женщины как бы неинтересны вообще. Подожди. Нет, дай договорю, давай. Владик, кто ты? Давай по Скажи для очереди. начала. Назови, кто ты. Я какому народу даже понял, относишься? какой у тебя К какому ты народу относишься? Скажи мне. Я к евреям отношусь. У меня вопрос. Понятно. Чечены говорящие, вас вам не стыдно? Тебе нравится, вам не стыдно? Ваш куратор поднялся к вам. Тебе нравится Вы сами не можете ничего сказать, да? За вас ваш куратор болтает. Ногча модер. Подожди, Владик. Дайте задам вопрос к евреям, подождите. Дайте Ехудам задам вопрос. Выключите это. Куратор, дайте я задам вопрос к евреям. К Ехудам я хотел бы задать вопрос. О, давай, задавай, красавчик, давай. Да, вот вы объяснили этому ведущему, что согласно вашему вероучению, лучший из неевреев должен быть убит. Вы им объяснили хотя бы? Астафирулла. Как вы так? Ну, я понимаю, что в вашем вероучении лгать это богоугодное дело. Ну, хотя бы объяснили бы ведущему, что он не еврей. Что он не еврей и что он должен быть вами убит. Вы ему не объяснили, да? Подожди, Алона, ты не прав. А эти люди, которые тут сидят, тоже относятся к этому их куратору. Это просто разговаривать научились, не более. Это из одного теста люди, понимаешь? Я знаю. Это послушай, товарищ, послушай. Мы тебе не товарищ. Короче, то, что не товарищ, точно как бы, да. В Греции живет наша соседка. У меня телефон. Подождите, дайте расскажу кое-что. В Греции живет наша соседка, зовут ее Майя. Она... Мужчина, выключи свой микрофон. Подождите, ее тоже зовут Майя. Ее тоже зовут Майя, она чисто говорит по-чеченски. Выключи свой микрофон. Да, интересно, да, когда не выводите разговоры, сразу перебиваете, выкидываете. Какие вы жалкие, блин, какие вы трусливые. Лазик, дай я спрошу, пожалуйста. Да сколько можно? Вы мужчина, вы что творите здесь? Мужчина, выключите все микрофоны. Я не собираюсь с вами орать, как вы здесь сидели, орали. Можешь немножко притихнуть? У нас сейчас... Да секундочку. Я тебе сейчас сама притихну, понимаешь? Я тебе такого притихну. Нет, ты мне ничего не сделаешь. Так, баран. Заткнись. С тобой уже все сделали. Баран, который сейчас зашел, баран, который сейчас зашел и сказал, и процитировал непонятно что. Так вот, я твой пастух, а ты мой баран. И пока месть так, да, сидеть у моих ног. Такие бараны, как ты, да, в поле гоняла. У моих ног будешь сидеть и подошву лизать. Я закончила. И, пожалуйста, дорогие мужчины, я вас очень прошу, я вас перекрикивать не собираюсь. Ведите себя подобающим мужчинам. Иншаллах, так и сделаем, иншаллах. Согласен. Вот я просто хотел задать вопрос, как бы, опять же, еще раз, он заходит с таким признанием, как бы, да, он говорит, я, говорит, хочу, говорит, жениться, говорит, быть мужем, говорит, там, говорит, Пхармата.
Опять же, Бхармат об этом знать не Ну знает. кто ему да? может это запретить сделать? Ну хочет человек. Все, ну, все. Ну что, такой у него фетиш такой у него. Поделись, говорю, что у тебя происходит в жизни, как бы. Ну, если ты уже зашел, как бы, да и пишешь, я муж. Он хочет быть там, я не знаю, там активным, там и так далее, как бы, да. Но он как бы он признает то, что он педераст, как бы, да. И при всем при этом, как бы, он пишет, говорит, хочу, говорит, быть мужем, говорит. Ну, а Бхармат об этом знает, как бы, ты расскажи, как бы, Бхармат, послушай, Бхармат, ты мне нравишься, и такое. Обговорит, пускай с ними такое, как бы, Бхармат, понятное дело, что пошлет его, как бы, нахрен. Но не важно. Опять же, ты приходишь со своими проблемами, как бы, да, что у тебя в жизни не удается что-то, как бы, да, у тебя какие-то проблемы. Но это, опять же, я сейчас как, ну, к нему как психолог, да, обращаюсь. Так тоже не бывает, так это не работает. Все понятно, ты не можешь сейчас со мной ругаться из-за того, что влюбился в Бхармата и называешь себя его мужем, как бы, да. Уже поднялся бы к нему на эфир, честно признался бы, я не знаю, да, нас все, мучают как здесь. бы, да. Что ты заходишь со мной ругаешься, что ты заходишь с Нохчи ругаешься, ну не важно, с нами ругается. Так не работает? Конечно. Извини. А потом ты говоришь, а что ты меня материшь и так далее, что я тебя матерю, потому что ты меня материшь. У тебя какие-то личные там, семейные проблемы, как ну, не семейные, не дай бог, как бы Бхармат об этом не знает, но у тебя личные какие-то психологические проблемы, как бы, да. Послушай, это так тоже не работает. Извини, конечно. Я сказал товарищ, я сказал правильно товарищ, потому что с больными людьми так надо разговаривать. А что ему сказать, пошел нахуй отсюда? Нет. Я-то понимаю, что он больной. Ну, видишь ли, мы уже поняли, но он просто сам себе боится признаться. Он просто боится черту. Он набрался смелости, как бы, да, рассказать, что хочет быть мужем Бхармата. Ну, да. Ему, может, усы ему нравятся, как бы, Бхармата, там, я не знаю, там, ему нравится вот... Он говорит, и сейчас сам себе тоже усы отрастил, он рассказывал недавно. Тоже усы отрастил. Пойди к Бхармату, скажи, что ты мне нравишься. Бхармат тебя нахуй пошлет, как бы, успокойся. Все. Это мой совет, как бы, да, тебе вот просто вот так вот, чисто души. И все, я знаю, что тебя нахуй пошлют, как бы, и все. А ты в любом случае скажешь, что я тебя люблю, ты мне снишься и такое. Ну, бывает, как бы, ты педераст, он не педераст, не получится. Кстати, понравится другой какой-то, там, не знаю, мужчина. Ну, усатый, я вижу, что тебе усатый нравится, как бы, ну, бывает. Твои вкусы, как бы, а причем мы нахрен? Какого хрена ты заходишь сюда, блядь? Слушай, может быть, вы поменяете тему с секс-меньшинствами на более интересную тему? У вас что, кроме неприводных, не о чем говорить? Мы либеральные. У нас... Я понимаю, что ты либеральный, да? Но, блин, Лазик, не зацикливайся на этой теме. Хватит. Хорошо. Что у вас здесь за бисмилля происходит? Бисмилля. Ну, просто на армянском бисмилля это значит уйня. А ты армянин, наверное, да? Нет, я сириец из Армении. А сирийцы из Армении. А ты сам случайно не хуйня? Просто такой вопрос на засыпку. Маёш, ты говорили им, откуда мою уйню увидеть? Да, ну-ка покажи. На радиоэфире. Ты не в моем вкусе. Ты не в моем вкусе, я не побача позиции. Нохчо. Ты слышишь? Нохчо, прием. Ну, что тебе говорит? Джихад. Джихад. Здесь присутствует доктор. Высшая академия, да. Джихад на связи. Здесь находится хирург высшей квалификации, доктор Сари. О, пускай поднимается, где он? Да он справа от тебя. Сари, поднимайся к нам, брат, давай. Вот, я Сари, тут. Я тут, блядь. А, это вы хирург, да? Наверное, салам, брат. Вы хирург, да, доктор Сари? Алло, Джихад. Что вы говорили? Джихад, говорю. Вы на джихаде? Вы доктор Сари? Джихад? Нет, я иду в Испанию, брат. Не, хорошо. Веселиться. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Задаю вам базовые вопросы. Вы доктор? Да, конечно.
Вы доктор почему? Доктор по исламу, по джихаду. Чтобы лечивать людей. Лечить. Они джихад идти и умирать. Угу. А вы лечите от чего и как? Объясните, пожалуйста. От многих болезней, которые являются, и ты не можешь сам вылечивать, а я должен вылечивать. Ну, как, Если я буду в джихад, ваша специализация почему? Вы на сердце хирург. Слушай, Кто вы? брат, слушай. Если каждый человек будет думать о джихаде, например, и каждый врач идет на джихад, тогда нихуя, никакого лечения не будет в мире вам. И все. Нет, поэтому вопрос вам задается простой. Вы специализируетесь на чем? На сердце, на желудке? Хирург, общий хирург. Общий. Вы что? Общий Что хирург. вы? Да. Что вы что вы там вырезаете? Что вы там вырезаете? Кишечных двоих, которые в аварии попали. Хоть ты что. Да. А вам знакома идея джихада вообще? Вы сам по натуре джихадист? Кто джихадист тут? Вообще вы джихадист вообще? Вам знакома Нет, идея конечно. джихада? Нет, я не с джихадом. Вы мусульманин? Нет. Нет, вопрос, Конечно, вы мусульманин? араб тоже. Все. Да. Да, хорошо. Вы признаете пророка Мухаммеда своим пророком? Что? Вы признаете пророка Мухаммада, Мухаммед араб, бедуины 7 века, своим пророком? Аллаху алейхи вассалям. Мухаммед это пророк мне. Давид. Меган Давид тоже пророк. Все, подождите, евреев оставьте, пожалуйста, евреев не трогайте. Вы можете просто сказать «Ла илляха илляллах Мухаммадар Расулуллах». Ибо нет Бога, кроме Бога Аллаха. Это означает, о чем? Скажите сейчас, сделайте шахаду. Тут сказать? Да, скажите просто. Да? Я хочу посмотреть, вы мусульманин или нет. Ты сам говори, не буду говорить. Ну, вы мусульманин, скажите просто «Ла илляха илляллах». Я мусульманин, не буду говорить. Мухаммадар Расулуллах. Скажите, пожалуйста, это. Молодец, ты боишь. Вы можете сказать? Так какая бизнес? Нет, если вы араб, если вы мусульманин, сделайте шахаду, чтобы мы знали, с кем мы имеем дело. Я мусульман и не буду говорить. Мне похуй. Хорошо, ладно. Пожалуйста, Господин. да, сейчас я вам его отдам вам на растерзание. Зачем мне говорить? Вот зачем мне доказать? что вас сюда привело? Можете сказать, что вас привело сюда? Что? Что вас сюда привело? Не знаю. Сам не знаю. Что вы хотите нам донести? I told you, I ask you, please answer me, Dr. Sari Jakaria. Salam alaikum, malahmatullah malahabalaba. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху. Слушай, блядь. Джихад. Я уважаю человека. Я тебя уважаю как человек. Ты должен меня уважать. А я вас чем не... А чем я не уважил вас? Вот, например, что я сделал плохого? Ты издеваешься? Вот вы зашли, материтесь на русском. Я ни разу с вами не сквернословил. Нет, я не буду. Я не матерюсь. Не, вы материтесь, вы затрагиваете половой орган мужчины на русском языке. Нет, это я привык просто говорить. Вы называете, не надо это здесь. Мой язык. Я просто Из 3 букв вы формируете на русском языке половой орган мужчины. Нет. Да, Джихад, вы пропали. Нет, тут сейчас люди. Подожди. Да. Вопрос, Да, задавайте ему вопрос, да. Доктор Зари. Вопрос, пожалуйста. Доктор Зари, можно вам задать вопрос как доктору? Да, брат. Скажите, пожалуйста, как на организм человека влияет верблюжья моча? Еще раз? Как на организм человека влияет верблюжья моча? Какая польза от этого? Мочу? Да. Мочу. Спроси у индусов, они знают хорошо, чем меня. Нет, понимаете, почему я спрашиваю? Очень много исламских богословов говорят
что верблюжья моча помогает человеческому организму и лечит от многих заболеваний. Могу материться сейчас? Могу материться, пожалуйста? Надо материться, это хадис такой, почему Нет, ты я могу материшься? говорить, хуй там плавал, если моча Да не надо полезная для людей. ругаться. Хадис такой есть, и пророк говорит, что мочу там можно Хадис? пить. Я не читал даже хадис. Ну, Не такой читал. есть хадис, да. Я знаю арабского языка. Я разговариваю на арабском. И я такого никогда не читал. У меня к Евгеям важный вопрос насчет Холокоста. Достали меня они, мой мозг хавали. Евгений, скажите, сколько было евреев убито во время Холокоста? Баран, стоило, сходи, пожалуйста. Стоило вот своего дорогой. этого барана поведет. Слышишь, я закрываю ворота. Я Да, ворота ворота закрой, да. Я зайди. очко свое закрою. Я ворота Прошмандовка. закрываю, Только по сравнению с тем, сколько будут берешь на себя хотя бы за Евгений, что-нибудь. сколько евреев убили во время Стоило, зайди, Холокоста? я ворота закрываю. На место. Сколько Стоило, евреев баран, убито во зайди время на Холокоста, место. мрази? Место, баран. Вас спрашиваю. Место, баран. Заднеприводные, Баран, вас спрашиваю. место, я Баран тебе твой сказала. отец, блядь, прошмандовка, блядь. Майя, подожди. Баран твой отец, прошмандовка. Нет, Амика, стих. Баран, место, где твое? В У меня загоне. вопрос к вам. Зайди, пожалуйста, в загон Сколько и сиди там. евреев было убито во время Холокоста? Я тебя еще не постригла. Амика, мешать секунду. Пострижешь Я тебе еще раз свою сказала. Я манду. тебя еще не постригла. Я Баран. тебе газонокосилку куплю, чтобы ты постригла Стоило, свою я тебе манду. сказала. Стоило, зайди, я газонокосойку твою на семью твою пошлю. А прошмандовку Закрой рот и зайди в стойло, баран. Бельгия, Зайди в стойло, баран. Еще раз тебе говорю, в стойло зайди. Баран твой отец. Баран, я там тебе твое говорю. место. Я закрываю Да-да-да. ворот. Баран, Заходи ты своего в папу стойло, ищешь? Ты своего папу Свинка. ищешь? Подожди. Свинка, не Ты своего паникуй. папу ищешь? Не паникуй. У меня Сын вопрос к вам. шлюхи, Ответить баран. можешь? Ты своего папу Тупорылая. ищешь? Барана, Скажи мне. зайди в Тупорылая, ответить стойло, можешь? Сколько закрываю. евреев было убито во Тупорылая время твоя мама и Холокоста? твой папа. Ты понял? Евгеев, сколько было убито во время Холокоста? Вопрос. Амика, секунду. Стойло, зайди, Прошмандовка, баран. вопрос к тебе. Баран, зайди в стойло. Прошмандовка та, которая тебя родила. Закрываю ворота, Прошмандовки вы баран. обе. Вы все тут Прошмандовка та, которая тебя выплюнула. Баран, Евгеев, сколько было убито во время Холокоста, мрази? К вам вопрос. Баран, стойло. Баран, Да. стойло. Ты Альхамдулилла, им баран, скажи, стойло, зайди. Майя, ты им скажи, Стойло, что я закрываю евреи, Я закрываю не евреев должны ворота. убивать, самого лучшего должны Баран, убивать. зайди в стойло, баран. Потому что они не знают, ни своей религии не знают, ни никакой-либо другой. Ладно, брат, секунду. Они евреи сами же своих подставляют. И вот сейчас они сделали договор с Китаем, понимаешь? Вот сейчас сюда Трамп поехал с Илоном Маском для того, чтобы создать побольше роботов, и как можно побольше наших и ихних, чтобы под кучу бить, понимаешь? Это их план такой. В их Торе написано, что они должны своими рядами тоже... Во Второй мировой войне евреи были на стороне Гитлера. И на стороне Гитлера, и на стороне Сталина. И убивали всех евреев, да? Ай-яй-яй-яй-яй, какие евреи. А то есть так их не убил, это все чушь. Они говорят, что 6 миллионов в Холокосте было, на самом деле пару тысяч человек всего там было. Самое интересное, что они говорят, что убито 6 миллионов, хотя население евреев на тот момент было 3 миллиона. Полная чушь, понимаешь, чтобы специально этим антисемитизмом упрекать. Не было никакого антисемитизма, Холокоста, ничего такого. Сколько ваших братьев, сколько он убил? Стелла, погорели ваши Стелла, как ее там было? Гольштадт или как ее там? Стелла Гольштадт. 18 миллионов немцев умерло. 20 миллионов в Советском Союзе умерло, а все они говорят по какие-то придуманные там 6 миллионов, которых не было. Майя, это пидорасы, Как у них пидорасы, просто бомбит, как у пидорасы, них бомбит. конченые пидорасы. Как у них бомбит. Пидорасы вы, Сколько пидорасы ваших вы. подохло? Пидорасы вы. Сколько ваших Это у вас там подохло, как гей-парады, собаки? блин. Это у вас Сколько гей-парады, ваших, пидорасы. как собаки, подохли? Смешно, блин. Смешно, блин. Бараны, стойло.
Все бараны в стойло. Я тебе газонокосилку подарю, чтобы свою маму Барашки, побила. это вы наши барашки, мы вас будем цапать, бля, скоро. Барашка, ты наш. Барашка, ты наш. Свою маму. Следующий праздник не выходи на улицу. Вот это Следующий праздник не колдовство, вы выходи на знаете, улицу. откуда пошло? Именно евреи своровали вот это вот. Я вам Хотели говорю, вот следующий праздник Кто не хамасовцы? выходите на улицу. Послушайте, Пускай вместо баранов вас хамасовцев? принесут в жертву. 100 хамасовцев дерут полный рост Исраиль, они дерут полный рост. Со всеми Я желаю, Сахау, чтобы Хамас Сахау надевает два памперса, Я желаю, представляешь? чтобы этот Хамас к тебе в Это дом ихний же, пришел Два и памперса носит также каждый сахаловец, поступил понимаете? своей женой, Каждый своими сахаловец носит два детьми. памперса. Я тебе говорю, дай Бог, чтобы Мрази Хамас к конченые, тебе в дом мрази пришел. конченые. Дай К Бог. тебе они придут. А теперь можете говорить. Кто может по-человечески говорить, говорите. Не плачь атаману, то есть мусульман. Не плачь мусульман, атаманом будешь. Да. Так, большие и маленькие джихадисты, поднимайтесь. Я думаю, мы успокоились, все устаканилось. Каждый смог выговориться. Особенно среди джихадистов очень такая рьяная была атака. Мусульмане, джихадисты, кверхузады заднеприводные. Ради Аллаха с голыми руками шли на джихад. Так, вы когда возглавите наш научный консилиум до Нахчи? Высшая академия джихада. Все, она запустилась, уже работает. Мы сегодня что делали? У нас сегодня были научные практики. Наши, были исследования. Наши доктора, профессора, младшие научники, сотрудники. Это Дон Нахчи, который жены своей, собственно, боится, да? Я просто слышал. Да, он боится, ну и что? Ну, так, ну и боюсь, что? да. Ну и что, если он боится? Чё ну и просто? что? Не, ну и что? Не, ну и что? Не, ну подожди, ну и что? Да, ну и что? Молодец, вот не И скрывает. всем советую бояться. Ага, Всем правильно. советую бояться. Зато она его хорошо кормит, правильно, Донахчи? Да, да. Вот. И значит, как бы, А этот безродный ублюдок арабского происхождения ходит, трется среди арабов в мечетях. Будет тебя убиваться. Донахчи, вы поняли, да? А он ходит, трется там, сзади, спереди. Да. Шнырь. Каждый кайфует по-своему. Каждый по-своему кайфует. Да. Каждый кайфует по-своему. Понимаешь? Ну, мои дорогие. Да. У каждого. Так, каждый Маюшка, по-своему. давайте, профессор Маюшка, говорите, у вас сегодня много... Так, вот. Песня у тебя супер. Но это для мусульман, мы стараемся, чтобы им было весело. Они же Ну, джихадисты. ничего такого у нас не было. Так, присоединяйтесь, Секундочку, джихадисты, большие и я уже маленькие. просто задолбалась. Да. Говорите. Я вас всех задолбалась слушать, мужики. Не умеете вы себя вести, не умеете себя вести, когда вас больше двух. Даже один и тот начинает орать. Больше двух – это просто кошмар. Не умеете разговаривать, не умеете вести диалог. Вот согласен, вот поэтому я жену. Поднимите батю жидов, поднимите, чтобы один не был среди Выдаю. вас. Поднимите батю жидов. Ой, ну, блин, дебилом. О, блин. Старый знакомый, ты чё лысый пришел? А так, по большому счету, я думаю, встряска вам всем помогла. Они Классные для этого сюда и песни и приходят, танцы. чтобы укрепиться в своем стремлении все-таки. Не сидеть обосранными на диванах там и где-то Я не скромно знаю, пойти как- на джихад. Я не На знаю. джихад. Укрепиться в джихаде, да? На имане. Да, укрепиться в джихаде. Потому что сидят и вот... им бы такую Да, на кстати, джихад я тебе хотели. должна сказать, что доктор Сари хорошо говорит на иврите. Секундочку. Доктор Сари хорошо говорит на иврите. И он сидел, говорил об Израиле и что он за нас. Просто вы ему не дали высказаться. А все остальное выговор ведущему. Хотя музыкальные паузы были просто супер. Встряска полная.
Молодец. Будем слушаться и повиноваться. Может, ректором Нет, нашей дорогой, академии вместо это твой выбор. А вот женщину. этой обезьяне лысой, которая там внизу сидит, обезьяна лысая, которая сидит внизу, да, похоронили тебя, пепел твой Сам же над не морем лысый вообще. выбросили его. Не, ну, Не, ну, если давайте признаем, Это у его Гузара кликуха. есть прогресс. Он себя нормально сегодня ведет, правильно? Не ругается. Не плюется, не харкается, на людей не кидается. Просто сейчас спать надо, на работу вставать, поэтому. Ну, Гузар, честно скажите, вот, да, в общении с нами, Гузар, вы же становитесь лучше, мы облагораживаем вас. Музыкальные паузы как-то на вас позитивно честно действуют. скажу, вот, вообще, чем больше я с вами общаюсь, тем больше я жидов ненавижу. Да, вас тянет все-таки к нам, правильно? Вы ни один эфир не пропускаете. Как мы включаем эфир, вы уже здесь. Тут как... Я такой человек, я по жизни, я в Аллахе, я не вру, я по жизни такой, как тебе сказать. Я любил там, ну, хулигане, драться, избивать, все это делать. И когда уже вырос, мне не так уже, как тебе сказать, когда тебе уже за 30, у тебя не вариант бывает людей чморить, кого-то избивать, пиздить. И вот я нашел, терпел в лице вас, понимаешь, как бы вас нашел, и потом подумал, вот же есть терпел, кого можно чморить, опасать, допустим, нахуй послать. И мне с этого ничего не будет. Вы единственные чеченцы, от которых мне зла не будет. А так я мусульманину, чеченцу, говорить то, что я вам говорю, Аллах боялся бы. Как же я устал от этой тирады. Спасибо вам большое. Алло, благодарность. Спасибо вам. Поблагодарю. Знаешь, почему благодарность? Потому что тут джихад такой, можно живым остаться. Тут как бы нет. В диванном джихаде оно безопасно. Еще они любят, таких мусульман выпускают? Смотри, еще они любят джихад, напасть ночью на спящих людей безоружных. Желательно где-нибудь рядом. И вот то, что сейчас будет, я сейчас... Километров в 10 от них, например, или в 20. Та война, которая сейчас будет, священная, это как бы евреи сами, они сами этого и хотят. Ты будешь там в первых рядах? Вот, дослушайте меня, дослушайте, давайте... После победы будешь шариться по... Без чепухи, подождите. Можно я Нет, ты будешь секундочку? в первых рядах идти. Подождите, я как Первых рядах джихада. Яхудовна, я хочу спросить вот этого персонажа. А чем тебе евреи насолили? Тот, которому после 30. Да. Ну, если чем насолили. Я вот прочел, короче, суры, я увидел то, что в мире творится. Я вижу, как вы все там захватываете, чем вы нас там как бы... Ну, все, вся грязь, вся хуйня идет от вас, честно говоря. И это не только что сейчас идет, а это было всегда. Вы, когда вам Аллах дал, Бог вам дал возможность... Подожди, брат, секунду, я побуслу Аллах. Когда вам Аллах дал возможность, вам подарил как бы этих... Как сказать, чтобы, вашим, Дауду подарил, еще другим пророкам вот этих джиннов, чтобы они помогали в разных вещах, допустим, в тех же стройках, наверное, этих же пирамид, допустим, я вообще в общем говорю, вы решили обойти как бы через как бы скрыто, как сказать, чтобы как бы не напрямую через Бога, через Аллаха. Вы решили сами сделать связь с этими джиннами, с этими еще со времен даже Вавилона, еще раньше даже. И с тех пор у вас есть как бы какой-то свой такой контракт с этими шайтанами, понимаешь? Но так не работает, недолго работает как бы. А теперь... Сейчас то, что вы... Евреи тебе что сделали? Я тебе объясняю, что ты не слушаешь меня, что ли? Что евреи сделали? Мне ни один еврей лично окей, ничего не сможет хорошо, сделать. подожди, я поняла. Ребята, добрый вечер. Поняла, Добрый вечер, я тут, если разрешите, вмешаюсь, молодой я человек. только договорю, подожди. Окей, давай. Гуар, У нас есть... Я только с конструктивом и с белым флагом. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Можно только вопрос? Я без белого флага. Дон Ахчи. Пожалуйста, секундочку.
Донахчи. Пожалуйста, секундочку, умоляю. Не перебивай. Хадитин. Хайнан Кадиам. Это он. Иди гуляй. Хайнана, я тебя прошу, закрой микрофон. Хайнана Будбуд, закрой микрофон. Айдаян бля, дельда, шлюха, ебаная, бля. Скажи, пожалуйста, тот, который после 30, скажи, пожалуйста, те арабы, которые ходят и убивают друг друга, они твои братья? Иди нахуй, бля. Нет. Можно я задам вопрос? Смотри, вот арабы, когда уже меня на улице видят, они со мной, знаешь, сами по себе здороваются, потому что они уже видят меня, они знают, кто я такой. И вам уже это, значит, будет хана. Они знают, что ты опущенный пидор. Гузар, у меня вопрос, пожалуйста, к тебе. Подожди мою. Все мы Вас будем арабы, блядь, выебут, как нехуй делать, блядь. Ребята, ну какой-то Вы конструктив. когда Вы арабов, должны блядь, какую-то видите, конструктивную... дорогу, блядь, перебиваете. У меня вопрос к тебе. Когда арабов видите, вы, сука, Серьезно, перебегаете давайте дорогу, как-то блядь. конструктивно. Молодой человек, ну вот который Ребята, только что ребята. Она, говорил. бля, молодой человек. Ну какой вы старый, Один неважно. вопрос к ним. У меня прям Очень- вопрос прям очень глубоко внутренний к вам. Вот вы только что говорили Глубоко о евреях. внутренний, бля. Глазар, ты идешь Да, в Сирию? вот такой прям вот именно такой, как я сказала. Вот Ты смотрите, за вы или- говорили о евреях, что вот действительно вы почитали Коран, и там нашли какие-то, ну, претензии, да, к народу, к еврейскому и все прочее, поэтому у вас есть свое внутреннее, ну, вот неприятие, да, народа. Это понятно, ну, с вашей точки зрения это аргумент. Вопрос такой, вы часто людей вот обобщаете по какому-то одному только признаку? Это нормальный вопрос, я с вами в нормальном диалоге. Я людей, всех людей, все нации я уважаю, ценю, можно сказать. Даже Окей, люблю. ой, это уже Я не хорошо. я не какой-то такой человек, который там, как ты говоришь, что я обобщаю или там в общем ненавижу каких-то там Я не наций. говорила этого, я просто задала вопрос. Но если Вопрос. так посудить, если так Ну, то есть вы посудить, не обобщаете никогда никого вот ни по даже каким если признакам. мы не будем сейчас смотреть то, что написано в Коране, если человек чуть-чуть может размышлять, он видит, что вся херня идет от вас, что бы вы там ни говорили. Конечно же, не от вас лично, от простых евреев, от тех, которые там закупили фармакологию 150 лет назад, закупили видео, вот это, фильмы, которые... Извините, что я перебью, суть аргумента просто ясна. Закупили интернет, диджитал, тоже вот недавно, 30 лет назад. и Можно до сих я пор попрошу закупают. у моего... Да, вот эта херня. Можно я попрошу Подожди, я просто пытаюсь выйти на ключевую Слушай, мысль. Гузар, Гузар, у меня Я вам вопрос к объясняю, тебе. почему Как я ты вас думаешь, ненавижу. слушайте, пожалуйста, Влад, слушайте, я вас пожалуйста, умоляю, как ты думаешь... Мужчины, дайте одну мысль закончить, пожалуйста. Одну мысль от начала и до конца. давай, Это 2 хорошо. минуты Ты займет. еврейка? Говор, ты еврейка? Нет, я армянка. Наполовину. Нет, ты еврейка или Наполовину нет? еврей. Я не знаю, решайте Ну сами. всё, У меня если папа ты еврейка, армянин, буду мама слушать, давай. еврейка. Значит, смотрите, вот вы или ты, мы там, я не поняла, мы на ты, значит, ты не обобщаешь людей ни по нациям, ни по каким-то особым таким моментам. Но это вступает в противоречие с тем, что ты говоришь, вы, евреи, сделали вот так, вы, евреи, поступили так. Это то же самое, что вот я задам тебе вопрос. Вот ты мужчина, да? Носишь ли ты брюки? Вот я тебе задаю очень простой вопрос, который требует ответа, да или нет. Что такое бруки? Ну, Я сам штаны, не да? знаю. Штаны Вообще носишь? какой-то нелогичный, тупой Нет, вопрос. просто Такой, простой, у меня такое прямой вопрос. Ты впечатление носишь сложивается, штаны? что вы просто под брюками имеете в виду... Господи, сколько штаны, ты носишь сантиметров штаны? длины. Просто да или нет? Просто Да. скажите, как есть, Окей, что у вас хорошо. есть Ты такой носишь длины у штаны, меня я отвечу член, вместо блин. тебя. Я Это тебе отвечу, 20 чем-то сантиметров, если вы это хотите узнать. Сантиметров чего? Чего? Он о Брюки чем? лезьте ко мне, значит, вы интересуетесь моим членом, получается. Мне не интересен твой член, я чем-то. спрашиваю, Нам не носишь ли ты интересно, Тогда брюки? что за твоя такой тема. вопрос, ношу ли я брюки, бля? Вот прямой Отвечай, простой пожалуйста, вопрос. ее вопрос, Носишь ли ты пожалуйста. брюки? Хорошо, ладно, да, ты не давай, можешь вопрос. ответить, отвечу я вместо тебя. Да, ты, скорее всего, носишь брюки. Вот тебе такое вот обобщение. А ты знаешь, что А ты знаешь, что вообще такие люди, ну, маньяки, убийцы, потрошители, вот Джек Потрошитель тоже носил брюки.
Теперь что, нам следует сделать вывод, что все, кто носит брюки, потрошители, убийцы и маньяки? Евреем, блядь. Причем здесь евреи? Он к евреям никакого отношения не имеет. Ты начала про Джека Потрошителя, я тебе говорю об обобщении. Есть такая категория мышления, называется обобщение. Вот ты пытаешься обобщить людей по какому-то абсолютно абсурдному признаку. Что доказано? Потрошитель был евреем, это доказано, да. Брат, очень много... Это кем доказано? Все хорошо. А ты знаешь, значит, ребята, послушайте, по поводу еврей или не еврей. Если вам интересно, и вам не просто так, вот знаете, интересно воздух погонять ротом, а именно интересно по-настоящему, в мире есть проблема. Вот я вам скажу, вы открывайте достоверные источники и читайте, что об этом говорит наука о генетике. Чистой, вот прям по-настоящему чистой национальности, вот как этники, его не существует. Ее просто не существует. Не бывает человека полностью, вот чисто еврея или чисто немца, чисто какого-то, я не знаю, там, болгара или что-то такое. Не бывает, это невозможно. Чисто технически невозможно. И если вы начнете разбираться в этом, вы охренеете с того, со всей абсурдности ваших аргументов. Чеченская кровь, и арабская кровь, и еврейская. Но все вот эти три... Послушайте, это тривиальное выражение. Чеченская кровь, армянская кровь, такая кровь. Это тривиальное выражение. Не существует этого в природе, как такового. Вы строите свою неприязнь к конкретному народу на несуществующем аргументе. Поймите, пожалуйста. И не верьте мне. Вот я прям умоляю вас, не верьте мне. Вникните в тему. Рассказываете, когда в то время, когда у вас ваши вы просто подождите, мы не про хадисы, мы про генетику. Мы про народ, про генетику. Хадисы здесь ни при чем. Лифчиком, блядь. Секунду, подожди сюда. Смотри, вы нам говорите про наши вообще какие-то там неизвестные хадисы, которые написали ваши евреи, или же неправильные. Вы какие хадисы? Подожди, я вам про генетику, вы мне про хадисы? В то время, когда не понимаете, что такое хадис. Я прекрасно знаю, что такое хадис. Это не имеет никакого отношения к генетике. Говори на русском. Надо уходить 1500 лет назад. Вот если сейчас брать педофилию, ваш агент Моссада Эпштейн, блядь, самый настоящий педофил, блядь, устраивал оргии. Молодой человек, вы вообще в состоянии следить за какой-то линией диалога? Просто нить диалога держать. Вы в состоянии? Порнография, порно идет от вас, нахуй, блядь. Вы заебались. От кого от вас? От кого от вас? Вы прокляты, блядь. Каждый жить до последнего. Аллахума дамири. Ну, это, послушайте, я дерматолог, я не психиатр, я, к сожалению, не смогу вам помочь. Простите, если вам хочется понимать то, о чем вы говорите, не просто так говорить, а понимать, о чем вы говорите. Вот просто не для меня, не для кого-то, просто для себя. Откройте, почитайте. Не существует национальности в таком понимании, в которое вы есть. Но не существует. Вы сейчас говорите о каком-то единороге. Вы говорите о чем-то, чего нет в природе, не существует. Говор. У меня вопрос, слушай. ТикТок, слушай, пожалуйста, скажи, ТикТок еврейский, чат GPT, блядь, еврейский, Google еврейский, все еврейский. Почему ты пользуешь? Пошел нахуй. Заебали, блядь. Что это было? Он долбоеб, что ли? Доктор Сари, я тебе просто аплодирую. Он долбоеб, честно говорит, это не любит. Вообще ничего не понимает сам.
Ну Не, так он я про ему Джека вообще Потрошителя про говорит, другую про тему, я вообще не поняла, при чем здесь хадисы, при чем здесь что. Ну, хадисы свое место Подожди имеют. секунду, Они не мне понимают, сейчас что спать такое надо. хадис. Подожди, я Говорим сейчас трачу все на свое русском. драгоценное время на сон на вас, долбоебов, евреев. Секунду, дослушайте меня, я сейчас буду спать. слушай, Я не Ты понимаю. что вообще? Да не существует такого понятия национальность. Подожди, Дор. Такая Слушай, кровь, слушай, еврейская я кровь. сам такая араб, кровь. я сам Ну, араб. нет такого Слушай, я понятия. сам араб, Кто-то читаю Нет. арабского языка. Нигде не бывает, что никто нам не говорит, чтобы мы их ненавидели, блядь. Ты должен их уважать. Даже пророк Мухаммед их уважал. Так что не научись на ворчи. русском говорить. Научись на русском говорить, я тебя не понимаю, ебан. Это не мой язык, но я тебе объясню и скажу, что пророк Мухаммед никогда не говорил, чтобы ты убили, блядь, евреев, чтобы ты ничего не делал ни плохому никому. Слушай, пойми, блядь, сам араб, сам знаю. Ты долбоёб, который ничего не знает, просто своим ворчит. этим языком. Ты не хочешь дублировать мультики, блядь? Ты долбоёб, потому что знаешь, потому что ты ничего не понимаешь. Ты говоришь, хадис, сам не знаешь. Долбоёбы, Даже непонятно. я уверен, что ты даже не Пожалуйста, можно я у читаешь. него что-то спрошу? Перестаньте с эти спичи. Почему один человек поднимается такой спич? Гюльзар, можно тебя спросить одну вещь? Я из Азербайджана. Я из Азербайджана, у меня вопрос возник к тебе. Ты сказал про Джека Потрошителя. Он житель Лондона, и никто не знает, где он. Житель Лондона, которого доказали, что он был евреем. Кто доказал? Можно ссылочку на исследование, пожалуйста? Гюльзар, Ссылочку на нету исследование такого. дай, потом пизди. Вот так. Ты можешь сама найти, посмотреть. Нет, Все сама, и вот то, эти- что я найду, это тебе не понравится. Нету никакой даже платной. Как батя Жидов написал, убийца Не Христа, может. кто такие? Жиды. Убийца Нету 99% у него пророков, кто такие? Вот ты Жиды. сам себя считаешь мужчиной, а ты будь мужчиной, не на словах, а на деле. Вот ты говоришь свое слово, Вы после подтверди. эфира пойдете в душ и будете на меня мастурбировать. Подтверди свои слова. Ты сейчас просто балаболишь. Подтверди свои слова. Ты говоришь информацию Знаю, ниоткуда и в знаю. никуда. Если ты подтвердишь свое слово, я прямо сейчас скажу, да, все, ты красавчик, ты прав. Но если ты не прав, ты должен признать, да, я балабол, я сказал то, что я не знаю. Это будет у меня есть справедливо? вопрос к нему. Можно я вопрос задам? Гюльзар, скажи мне, пожалуйста, если бы Эпштейн был мусульманином, вот Такую хуйню не сделал бы у нас. В априори не такой вообще не принимает. подожди, люди, если которые бы родились в он был мусульманской мусульманин, стране, это не представь, одно и давай то же. представим, Мусульманин что тот, кто Эпштейн исповедует мусульманин. и следует своей Кем религии. занимается в Афганистане Мусульманин тот, кто сегодня? не боится ни евреев, Кем ни занимается ваших в Афганистане помощников, сегодня? никого, бля. Вот кто мусульманин. А тот, кто Кем делает занимается хуйню, в бля, он Афганистане является сегодня? мусульманином. Там не Так что, насилуют бля, не детей, надо мне тут, бля, ваши там не женские... насилуют девочек и мальчиков. Чем? Если бы Эпштейн был мусульманином, что бы ты сказал Был бы Эпштейна? мусульманином, он не был бы мусульманином. Не его реально Почему не мусульманином был? делать А то такие среди вещи. мусульман У мало вас таких, как написано, Эпштейнов. У вас это... Мало таких Эпштейнов. Что ты врешь? Вот сидишь и врешь. Ну скажи, Путин еврей? Путин еврей? Прошу прощения, дайте 10 наполовину секунд. еврей, Сейчас, я вам помогу всем. Эпштейн воплотил в жизнь сунну пророка Музмагомеда, араба-бедуина из 7 века, Пошел нахуй. любителя, купавшегося в верблюжьей мочи. Видите, убежал, правда, его глаза колят. Араба-бедуина из 7 века, купавшегося, умывавшегося в моче верблюжьей и пившего верблюжью мочу, растлившего малолетнюю дочь своего друга детства в его же доме. Эпштейн воплотил на деньги русского КГБ на частном острове Джаннаттан Аль-Фирдаус, 8 уровень рая арабского, выдал на араба-бедуина, насильника маньяка Музмагомеда. Но, к сожалению, он не достиг его уровня, потому что Музмагомед переплюнул всех. Потому что такого аморального, грязного человека в истории человеческой цивилизации не было. Он и насиловал маленьких детей. Убивал, нападал ночью сзади, забирал в рабство женщин и детей, продавал. Написал в Камасутре Коране целые суры, аяты, как убивать людей, как продавать, как насиловать.
Так что, конечно же, Эпштейн мусульманин, джихадист, и он воссоздал, попытался, по крайней мере, воссоздать 8-уровневый рай, но, к сожалению, не достиг уровня Музмагомеда. Но я твой голос вообще не могу понимать. Что ты сказал из насилия? Что вам интересно? Да, задавайте вопрос. Что вас интересует? Вот вы лжец. Вот вы лжец тоже. Вы сказали, что нигде не написано в арабской книге Камасутры, Коране, что евреев надо ненавидеть. Я вам сейчас зачитаю суру аят. Вам зачитать суру аят? Да, читай. Сейчас зачитаю. Я хочу знать. Давай. Я хочу. Вы же араб? Да. Вы лживый араб, как и все мусульмане. Трусливый лжец. Арабы и мусульмане. Лживый трус, да. Не, вы можете их любить. Я же вам не запрещаю. Но говорит, что в вашей секте араба-бедуина написано, что евреев не надо ненавидеть, не обижать. Это ложь. Это же ложь. Мои родители так меня учили. Я вам говорю про религию ислам. Причем тут ваши родители? Сейчас мы вам зачитаем. Где-то, давай, покажи мне. Спокойно, не надо. Let's go. Вот смотрите, мусульманин, джихадист, араб, успокойтесь. Не надо истерический смех. Смех без причины — признак дурачины. Сура 62, аят 6. Записывайте, все проверяйте. Сура 62, аят 6. Сура 62, аят 6. Сура 62, аят 6. Аль-Джумуа, собрание, 6 аят из 11. Ладно, по-арабски не буду, по-русски начитаю. Скажи, исповедующие иудаизм, если вы полагаете, что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду. Все. Это призыв к тому, чтобы евреи умирали, потому что они уже прокляты в исламе пророком Музмагомедом. Правильно? Зачем вы смеетесь? Ничего не понял, что он говорит. Алло, Джихад. Джихад, успокойтесь. Абу Адаля знаете, вашего брата-араба? Джихад. Я сейчас надену на вас смирительную рубашку и выкину отсюда, чертям собачьим. Мне здесь идиоты не нужны. Или вы нормально общаетесь, или я вас просто вышвыриваю отсюда. Я не могу работать как в психиатрической больнице. Через 1000... Я с вами говорю. Я же с вами говорю, правильно? Мне? Да. Вы же араб. Правильно? Да. Ну вот, я вам зачитал. Сура 62, аят 6. Вы сидите нагло лжете евреям. Какой? Хочу слушать. Сура 62, 62, аят 6. Читайте. Да пошел ты отсюда, слушай. Ты будешь со мной нормально разговаривать или нет? Я тебя что, выкину отсюда? Я тебе серьезно говорю, я не шучу. Дурачок. Боже мой. Сура 62, аят 6. Ты Абу Адаля знаешь? Скажи мне, какая сура? Абу Адаля знаете, мерзавец? Кто? Абу Адаля. Кто Абу Адаля? Блин, ну так ты хоть объясни, что ты смеешься. Может, нам тоже будет смешно, мы тоже посмеемся. Абу Адаля, я просто зачитаю для людей. Ничего непонятно, что ты смеешься. Я зачитываю это не для него, чтобы люди знали, как он врет. Абу Адель — это толкователь хадисов, один из величайших исламских арабских ученых. Скажи, подождите, пожалуйста, сейчас, помолчите, я вас прошу, серьезно. Давайте, смейтесь там себе в трубочку где-нибудь. Скажи, о посланник, о вы. Я вас прошу, пожалуйста, выключайте ваш микрофон. Скажи, о посланник, о вы, которые стали иудеями, если вы утверждаете, что вы близкие к Аллаху и возлюбленные Его, помимо других людей, то пожелайте самим себе смерти, если вы правдивы в своем утверждении. Это толкователь Корана Абу Адель, тафсирщик. Это называется тафсир объяснения. Правильно? Нет, серьезно. Кто такой Абу Адель? Я сам не знаю. Слушайте, ты сам ладно. знаешь, я не знаю. Вот, что Абу Адель? Вот вы кто вообще? Абу Вы Адель араб? Вы араб? Да. Хорошо. Да. Ага. Что вам еще нужно с Корана?
Нет, хочу... Ты сказал сурат. Какая-то. Хочу слушать слова. Он не знает Корана. Не, это не важно, знает он или нет. Меня не интересует. Меня абсолютно... Нам... Не, вообще. Да. Скажите, да. Скажите. Подожди. Почему я араб и мусульманин, и читаю намаз, и читаю все книжки? Я почему люблю евреев, христианов и все? Почему? Скажи мне. Побеседуйте с ним, Машка, побеседуйте. Серьезно, это ваш пациент. Почему? Тебя родители Почему правильно родители? воспитали, видимо, понимаешь? Сейчас кто-то пришел, подожди. Можно? Я реально устала от всех этих криков, и я еще сижу, работаю. Я хочу понять, куда он убежал? А, ты здесь. Скажи, пожалуйста, я буду на русском говорить. Когда ты читал Коран в последний раз? Но он не ответит, он убежал. Так что бесполезно с ним говорить. Он сейчас будет увиливать, рассказывать сказки всякие. Ребята, я спущусь. Да, не, вы говорите, уже все успокоено, все успокоились. Да, во-первых, здравствуй, Новче. Спасибо за такие стримы, за правду твою. И я хочу сказать... Когда ты читал Коран? Привет. Давайте закончим сейчас, Симона, потом вы продолжите. Симона, говорите. Да. Маш, тоже привет. Я хочу всем привет, кстати, да. Я хочу одно сказать. Вот внизу этот батя, там говорит, что у нас парады, гей-парады проходят. Батя, иди, не, я обращаю на него внимание, это наш... Для меня он тоже человек, но я хочу этому человечку сказать одно, что да, демократия в Израиле. Называй его человеком, умоляю тебя. Нет, мы уважаем всех. В Израиле... Все, что хочешь. Да, в Израиле демократия, и каждый делает то, что он хочет в законе. То, что, понимаешь, государственный закон пока позволяет. Но я вам одно скажу, что то, что творится в Афганистане, то, что творится в Пакистане, это бача-бази. Насилие детей. Недавно мы знаем о этих детей, которые из нищих семей, мальчиков, берут еще маленькими 8, 9, 10, 12, 13 лет и берут, издеваются, умываются над ними. Они не мальчики, не девочки. Они, когда вырастают, выкидывают их на улицу, эти богачи в Пакистане. А потом эти детей подбирают старые, взрослые, бывшие бачебазисты, которые, заработали что-то, там у них есть какие-то деньги, подбирают и как-то их держат у себя дома, и они им всю работу выполняют домашнюю, помогают в саду, в огороде, как хамбалы, да, хамбалы. Вот, работают на них на кусок хлеба, чтобы они кушали, пили и чтобы ночевали дома, а не на улице. Это точные факты. То, что творится в Пакистане и в Афганистане, это одно в одно. Да, я читала про это статьи очень многие, и видео смотрела все. И я хочу сказать, что в Газе недавно были случаи, когда маленькие дети жаловались своим родителям. И где в Газе живут те мусульмане, палестинцы, как вы их называете, эти палестинцы сами жаловались иностранным журналистам, что их детей в мечетях насилуют. 9-10 лет мальчиков насилуют в мечетях. Сам мулла, который ведет, как это называется, вот этот, как Амир или кто ведет вот эти беседы, да, вот эти в мечетях, кто правит? Они сами насилуют этих имамы сами насилуют этих маленьких детей. Это тоже факты, понимаете? Это рассказывают сами палестинцы. У меня даже недавно душа разболелась. Потом я думаю, а что мне болит душа, когда они умывались, эти же все газовят умывались в терроре, омытые руки еврейской кровью. И, ребенок же ни в чем не виноват. В мусульманском мире такое творится. Когда в мусульманском мире такое творится, и вы приходите говорить о каком-то гей-параде, это взрослые люди, они сами выбирают себе жизнь и живут как хотят. И государство к ним не вмешивается. И все. Там демократия в Израиле, так и как в Европе, как во всем мире, и в Америке, и везде. А у вас то, что вы творите, издеваетесь над маленькими детьми,
не знаю, ваш Аллах, не Аллах, но я знаю, что Всевышний или Всевышние силы, или даже вот эти физические какие-то атомы, это все у вас, и вся энергетика, вот эта энергия всего Вселенной, это вас накажет точно. И вот кто правит этим миром, те силы, которые правят этим миром, те энергии, вы сгорите в этой энергии, вас уничтожат всех. Потому что вы их называете своими братьями. Вот эти мусульмане все называют их своими братьями. И приходят такие лишние вещи, говорят. Блин, Симона, ну тоже, ну не обобщай так сильно. Ну пришел один человек, ну это самое, устроил тут парад дебилизма. Но на самом деле есть очень вменяемые мусульмане, очень вменяемые. Нету вменяемых мусульман. У меня муж мусульман. Я понимаю, что не надо мне говорить о мусульманах. Я прекрасно знаю. Нету вменяемых мусульман. Я знаю много мусульман. Нету вменяемых мусульман. Спокойно. Нету. Дайте мысль закончить. Сейчас я вам скажу, а потом вы будете говорить, я же все время молчал. Нету вменяемых мусульман. Есть лживые и трусливые мусульмане. Но вменяемых нету. Я молчу, говорите. Есть просто с рождения мусульманами себя считающие. Ну да, с рождения мусульмане, считающие себя, они считают себя мусульманами. Ну все, у них совсем другое воспитание, у них совсем другое воспитание. Они называют себя мусульманами. Они называют себя мусульманами. Другой вопрос, что они не знают ислам так, как положено, по идее, знать. Но они считают себя мусульманами. Среди моих знакомых огромное количество, но настолько замечательных семей и порядочных людей, и все, они считают себя мусульманами. Зарежут. Госпожа Гуар, они вас при первой же возможности зарежут. Нет, но они настолько... понимаете, при первой же возможности. Там возможностей было Вы масса. не понимаете, что кто вникает в этот ислам вот. глубоко, Вы же не даете мысль закончить, поэтому вы сейчас со мной спорите, потому что вы мысль мою еще не Сура 9, аят 5. Да я понимаю, Подождите, вы не даете мысль закончить, я поэтому вам дам. Спорите. Вы должны понять, что они представляют для вас опасность. Я для вас, для вашей безопасности. Сура 9. Сура 9, аят 5. Сура 9, аят 5. Это термоядерный реактор ислама. Хорошо, это самый да, базовый знаю, ядерный реактор исламского арабского терроризма. Я молчу, говорите. Хорошо, я понимаю, да. Мысль моя ключевая заключается в том, услышьте, пожалуйста, что те люди, которые считают себя мусульманами, не всегда на самом деле мусульмане. Вот те мусульмане, о которых вы говорите, невменяемые, неадекватные, опасные, они действительно опасные люди. Это вот те, которые, ну вот прямо прочитали, им сказали, что вот все евреи зло. Вот им кто-то это сказал, они даже не могут ни одного аргумента привести, они даже не знают, почему. Вот одно зло и все, им кто-то сказал. Окей, но это дебилы. Но в первую очередь просто дебилы. А люди, которые считают себя мусульманами, если их посадить, действительно изучить Коран, действительно изучить все эти хадисы, все это изучить, я уверяю вас, огромное количество вменяемых людей будут в шоке. Сейчас со смеха умру, Маюш. Все. Ну, послушайте, у вас свой опыт, у меня свой опыт. Нету, я видим прекрасно. Я живу в стране, в которой просто мы сегодня не беремся, мы не хватаемся там за всех веревок, разных веревок. Да, мы стараемся первый шаг. Что они я только не жила за всю жизнь, никто только меня не окружал. Ни дебилы, и не дебилы, и как не хочешь. Из ислама выходили, и в ислам заходили. Ну, найти коммуникацию, так скажем. В общем, я могу сказать так, что если человек, у него есть мозги, и его посадить это изучать, он даже если не публично, то внутренне от этого откажется. Точно. Вот была моя ключевая мысль. То есть, да, они большинство вот таких дебилы, они опасные, это правда. И то, что ты мне говоришь, что они представляют опасность, да, я согласна с этим не спорю. Да, они опасны. Но вменяемые люди, которые считают себя мусульманами, просто не знают ислам. Вот и все. Вот, говорите. Симона, заканчивайте свою мысль. Мы дали же говорить всем? Мы же всегда даем всем говорить. Говорите. Да, я сказала вот то, что
сказала уже это. Я не знаю, вот нормальную мусульманскую шариатскую страну кто-нибудь мне покажет? Вот Покажу. карту возьмите. Показать вам? Нормальную. Я вам покажу. Показать Чтобы там нормальную. нормально Чисто было. шариатская исламская страна. Афганистан. Нет. Сказать? А что? Россия. Полный шариат и джихад в России. Это страна, которая распространяет ислам семимильными шагами по всей земле, по планете Земля. Исламизирует всех и вся, и вся их система власти построена, как у пророка Мусмагомеда. Верховный халиф и его шура. Это нормальная страна? Это джихад, да. Полный джихад. Не, я про нормальную говорю страну. Нормальная. Ядерные бомбы у них есть, ядерные все у ракеты. них хорошо, нету террора, они не убивают никого, не режут, не издеваются над детьми, не насилуют детей, не Еще как возбуждаются на насилуют. детей, Еще как на насилуют. детях. Ну, Не, ну детский абьюз есть в любой стране. Это такое дело. Просто другой момент, что в шариате это узаконено. Просто реально я вот взяла, начала читать Коран. Ну просто не могла поверить, что реально действительно там, слушайте, там реально все это есть. Я просто в шоке, как люди в 21 веке, нормальные, вменяемые люди читают и реально, верят каким-то таким вещам, которые, просто ты ж, глазами своими видишь, что все, по-другому. Ну ладно, сейчас уже, когда есть УЗИ, элементарно просто УЗИ, и все знают, как, элементарно развивается плод в матке. Все это знают. Нет на полном серьезе утверждать, что это просто, как, я не знаю, как зомби. Человек зомби. Ему сказали вот так, и он так и думает. Не Вы знаю. будете встречать мусульман, которые вам будут доказывать стеклянными глазами, что Земля плоская и находится на спине кита. Ну да. Да, в том-то и дело. Вот это как раз те дебилы, про которых я вам и говорю. Что вот да, они просто дебилы. Им невозможно объяснить. Вот сейчас был только что пациент у тебя. Я ему говорю, вообще за Ивана, он мне за болвана, понимаешь? Проходись. Я ему про генетику, он мне проходись. Ну вот как этому человеку можно хоть что-то положить в голову, если человек просто не в состоянии элементарную беседу какую-то логичную вести? Его надо направить на джихад. не знаю, то, что я вижу, которые говорят, я мусульманин, они вообще ничего не знают про Коран. Вот именно. Да, вот именно, видишь, что можно поговорить с этим человеком, и что они чисто говорят, что почему к атеисту поднимаются и спорят с ним, что зачем ты говоришь, что Бога нет, Бог есть, я мусульманин. И видишь, что нормально говорит образованный человек. Но когда спрашиваешь у него, я даже подвыпивших этих вижу мусульман, которые говорят, я мусульман, он подвыпивший поднимается в этот непонятно. Я говорю, а почему ты выпивший, если ты мусульманин? Ты знаешь Коран, ты знаешь вот это. У них в раю винные реки. Это нормально. Выпивать может. Они пьяными ходили на джихад за пророком. Не знать суру Аль-Фатиха и говорить, что я мусульманин. Он не знает Аль-Фатиха. Подождите, а разве А в Коране разве не написано, что можно это начало пить, но не фитны, напиваться? Начало фитны. Они свой ход сделали. Это просто начало фитны. В Коране нельзя, это харам. Подождите, вы уверены в этом? Я встречала и прям не раз встречала, что можно пить, но не напиваться. В Коране написано... В Коране написано, что нельзя пить. Харам. Не приветствуется. Не приветствуется. Не написано прямым текстом. Привет. Не написано прямым текстом в Коране, что нельзя пить. Написано предупреждение, что когда ты идешь на молитву, Сура, ты жду, пожалуйста. Маюш, объясни ему, пожалуйста. Подожди, еще. אתה יכול להמתין, בחיית זומזום, אני מבקשת, תעשה לי טובה, תמתין בבקשה. Дехен бият, зумзум, это бехаве, тода. Сказала я тебе. מה קורה, אחי?
Макурехи! В Коране написано. В Коране написано, что на молитву надо предупреждение, что не было пьяницы. Потом уже всем выдали общий запрет, чтобы не было того, чтобы мусульмане напивались. А мусульмане напивались. Я тебе Да сейчас мне не знаю, пофиг, что сделать. думаю, честно, Израиль, либо Палестина. На все, мне главное Так в жить итоге что в нормально, Коране зарабатывать написано? отлично. И путешествование. И путешествовать в Испании. В клуб пойти. Мне пофиг о жизни. Добрый вечер всем. Добрый. Шалом, шалом. Как у вас дела? Хорошо Кто собрались? знает, что в Коране четко и ясно, прям дословно сказано про алкоголь? Ну, сначала его нужно Про прочесть, чтобы алкоголь узнать. я тебе скажу. Я знаю, я тебе не скажу. Пожалуйста, Я Дом, знаю. просто Сейчас не об поняла, этом не я знаю, как... Слушай. Хочешь знать, как врач или как мусульманин? Я хочу точную алкоголь. цитату из Корана. Окей. Из Корана написано, что это запрещено. Почему? Потому что когда человек вообще выйдет с ума, когда он, станет пьяным, правильно? Он же не знает, что будет делать. Например, он может убивать, он может там спать на улице, он может хоть что делать. Потому что, все, головой с ума сойдет, правильно? Но как Разве врач там я так скажу... написано? Разве там так написано? Там разве не написано, что можно пить, но не... Но в Коране, в исламе тоже написано, что... Не, послушайте, Слушай, при всем уважении, слушай, пожалуйста, слушай, не слушай. говорите, если нет точной цитаты. Слушай, написано Там тоже... не цитата, там написано, что это харам, нельзя. Слушай, Харам это вообще в принципе? харам это запрещено. Я тебе перевожу слова. Харам это грех, да, это или значит... запрещено? Нет, не грех. Харам это запрещено на арабском. Это Окей. не грех. Я говорю. И в Коране, прям если цитировать Коран, там написано Слушай, алкоголь... Джихад, Свинина доктор... тоже? Давайте я вас буду называть доктор Блядь, Джихад. я не джихад, заебали, брат. Не, вы Подожди. доктор Джихад для меня. Сура 2, аят 219. Автор. Сура 2, аят 219. Сура 2, аят 219. Мушик. Аль-Бакара. Аль-Бакара Хорошо, корова. перед намазом нельзя 219, пить. Окей, давай. 219 аят из 286. Громкий голос свой, как будто... ты Они мучаешься. спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи, в них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха Вот это то, что я и хотела, да. в них больше, чем пользы. Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи, излишек, так Аллах разъясняет вам знамение. Быть может, вы поразмыслите. Есть еще сура аят про то, что нельзя опьяненным молиться, чтобы понимать, что ты говоришь. А потом есть еще запрет, потому что это типа плохо. Есть 3 суры аят. Так, что этот человек хотел что-то сказать? Доктор Джихад, вы будете его лечить? Если что, Ваш пациент пришел, этот, внизу, прям под вами сидит, больной человек. Вы будете его лечить? Тот джихадист. Он ушел. Вот вы говорили про евреев. Давайте про евреев почитаем. Доктор Джихад. Хорошо, давай на иврите, пожалуйста. Сура 5, аят 51. Аль-Маида, трапеза, 51 аят из 120. Доктор Джихад, для вас. О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем и справедливых. Моя девушка еврейка, так что... Подождите, да без разницы, кто ваша девушка. Сура 7, аят 167. Израильянка, брат. Сура 7, аят 167. Доктор Джихад, слушайте внимательно. Аль-Араф, ограды. Не говори ты 160. куда, меня царь, блядь. 167 аят из 206. Окей. Вот твой Господь возвестил, что Он непременно будет насылать на них до дня воскресения тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям.
Ужасно. Воистину твой Господь скор в наказании, воистину Он прощающий милосердный. Абу Адель объяснил Тавсир. И вот возвестил Господь твой непременно, я буду насылать против них, против иудеев, до дня воскресения, тех, кто будет подвергать их злым наказаниям. Поистине Господь твой быстр в наказании. Подожди. И поистине Он однозначно прощающий тех, которые обращаются к Нему с покаянием. И милосердный к ним. Джихад, успокойтесь. Ночью. Ты кто по нации, пожалуйста, скажи. Сура 9, аят 29. Я не спросил про Сура, я спрашиваю у тебя. Сура 9, аят 29. Ат-Тауба, покаяние. 29 аят. В исламе нет нации. В исламе есть только верующие, которые усердны в вере перед Аллахом. Слушай, ты будешь Я схватил член своего отца коренными зубами. Я горжусь, что я мусульманин. Успокойтесь. Ат-Тауба, покаяние, 29 аят, 129. Пусть буду говорить. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и его посланник Музмагомед, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Абу Адель и другие тавсирщики сказали туда, что вы кто? Подождите, я на следствии? Не, я что? Да подождите, успокой, я отвечу. Конечно, нет. Я чеченец. Доктор Джихад. Доктор Джихад. Вы говорите с чеченцем. Алло, послушайте. Доктор Джихад. Вы задавать умеете вопросы, но слышать ответы не хотите и не можете. Я чеченец. Сонохчу. Да. Я чеченец. Сонохчу. Алло, Джихад, успокойтесь. Алло, Джихад. Успокойтесь, вы мне задали вопрос, я вам отвечаю. Я чеченец. Сонохчеву. Я чеченец. Я ничего общего с вашей идеологией арабской не имею. Я чеченец. Слушай. Я не должен ни во что верить. Я знаю. Я чеченец. Ты в тот эфир говорили плохо про евреев. Я чеченец. Напротив мусульмане. А ты с Не христианами плевать будешь, на ваши напротив сказки евреев. с большой чеченской высокой башни. Я чеченец. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Я не верю и не должен ни во что верить. Я должен знать. Если я не знаю, я изучаю. Если я не могу познать, ничего страшного. Я не боюсь. Я смотрю на этот мир широко открытыми глазами. Я чеченец. Я знаю, кто я, откуда я, почему я здесь нахожусь. И никому ничего не запрещаю. Но вы, арабы, приходите с русскими к нам и навязываете вашу секту одного араба-бедуина, Музмагомеда, который купался, мылся и пил верблюжью мочу и растлил 9-летнюю дочь своего лучшего друга детства в его доме. Видите, как у вас рвется как бы задний проход от того, что я говорю правду? Я же вам правду говорю, правильно? Ничего этого страшного нет уже, то, что он таким был. Верьте в него. Ну зачем мне навязывать свою секту? Я чеченец. Ты нихуя не чеченец. Я точно 100%. Хорошо, а кем я должен быть, по-вашему? Подожди, ты знаешь, кто ты? Кто я? Ты человек, предатель, который говорил в тот эфир на евреев. Кого я предал? Вас? Что? Кого я? Я вас предал? Ты говорили про евреев. Кого я предал? Ты сказали, что они как битухи что-то там. Про кого я что говорил? Алло, Джихад, скажите. Ты, блядь, говорили про них, а сейчас про кого про них? Про кого? Завтра будешь говорить про христианство. Про кого про них, Джихад? Алло, Джихад, доктор. Доктор Джихад, про кого я говорил? Не доктор Джихад.
Доктор Джихад, про кого я говорил? Напомните мне, я отвечу на ваш вопрос. Я не убегаю от вопросов. Там были мусульмане, Да. ты сидели с ними и говорили про евреев, что они битухи. Я потом тебе сказали, когда я зашел, ты сказал, Я никогда не говорил плохо ни про евреев, ни про арабов. Мне не интересно. Алло, Джихад, успокойтесь, я отвечаю на вопрос. Я всегда здесь сижу, встречаю всех таких мудозвонов, как вы, и отправляю к вам на Джихад. Не ври. А Я почему отвечаю на вопрос. Джихад, вы задали А вопрос? почему моя Я девушка... отвечаю на... Если вы не будете нормально со мной общаться, придется на вас одеть смирительную рубашку. А И почему ввести она со вам мной женилась тогда? Скажи, пожалуйста. внутривенное успокаивающее средство. Мочу верблюда. Искупаем вас в моче верблюда и напоим верблюжьей Ты мочой. никого не любишь. Ты Я просто говоришь, чеченец. да. Я Ты нихуя не чеченец чеченец. Нохчеву. Человек То, что я больной, говорил, я повторю понимаешь? Ты сейчас. больной. Я врач, образованный человек, чеченец. который знает, что говорит. Я не должен Слушай, верить ни в какие сказки, ни семитско-арабские, ничего не бедуинские веришь, ты просто сказки. говоришь обработ. Если вы... Я не знаю, почему Алло, люди Джихад, у тебя сидят, если когда ты у вас говоришь проблемы с обработ. евреями, Это евреи вас Бог, все равно успокоят. понимаешь? Это Бог, А при чем который тут тебя чеченцы? создали, все создали. Мы должны Я просто никакого любить отношения Бога, не понимаешь? имею ни к пророку Ноху, Ною, ни к Адаму, ни к Ты больной Еве, человек какой-то, ни не к знаю. Ибрахиму, Аврааму, ни к Измаилу, ни к Моисею, Мусе. Это ваши проблемы, это еврейские пророки, а вы, мерзавцы арабы, хотели у них их забрать. Но евреи сказали, араб бедуин, ты не наш брат. Но несмотря на это все, вы к ним клеитесь, арабы, когда это вам выгодно, в двоюродные братья. И говорите, наши двоюродные братья. Хотя вы таковыми не являетесь. И сказали мне, что я должен... Зачем мне ваше воспитание? Я говорю про Карамасутру Коран. Они хорошо меня Я воспитали. говорю про Карамасутру Коран. Я же не про вас лично говорю. Я должен его верить. Алло, Джихад, это ваши проблемы с вашим Богом. Очень плохое. Можете этого Бога свернуть трубочку, засунуть себе в задний проход. Я чеченец. Я чеченец. Неужели это непонятно? Я чеченец. Вы меня слышите или нет? Вашего Бога, кем бы он ни был, сверните в трубочку вместе со своим Кораном, засуньте в себе в задницу и гуляйте по пустыне. Я же вам не лезу туда в пустыню. Зачем вы ко мне лезете? Я не буду ничего Правильно? говорить. Не буду ничего. Вы больше у нас ничего не править не говорить тебе. будете. Вы обманывали чеченцев, потому что мы добродушные, наивные были наши предки. И толерантные. Я А вы с русским обманываю. приходили, нас Я в Англии вообще убивали. живу. Да. Скажите, в Англии пожалуйста, живу, я тебя не знаю арабы даже. принимают тот факт, то, Футбол что какой-то. пророк, ну, для них Иса вообще был еврей? Я верю в это. Да, они во все Ну, верят. вообще у мусульман Слушай. в целом принято, что Они во он все вообще-то верят. был еврей. Слушай меня, А просто если, ну один раз. подожди, дай же Ты ты не хоть мусульман. одно предложение Окей, закончится от давай. начала до конца. Вот хорошо, только Говорите, что был пожалуйста. пациент, который сказал, надо всех евреев убить, уничтожить. Это Муса долбоёб, который был говорит такое. еврей, Иса был еврей, Ибрахим был еврей. Все были евреи. Я знаю это. Так и что теперь получается, что евреи... Я твой как бы- ответил. Твой вопрос. Я ответил твой вопрос. Я верю, что эти все были пророки. Я верю в Маген Давид, который он... Ну ты же осознаешь, что они все были евреями? Самый первый человек на этой земле, который жил, он был еврей. Я это кто так знаю. сказал? Я же не долбоёб. Я образованный человек. Что? А это кто сказал, что он был еврей? Самый первый человек в этом мире был еврей. Самая первая кто так религия сказал? была Это- это еврейская. Но это же не он тебе сказал. Адам же не пришел тебе и не сказал, привет, я еврей. А ты откуда это взял, что он был еврей? Подожди. Адам нам не сказал об этом. Слушай, мы логично это все знаем. Нет, здесь логика не Откуда работает, ты надо знаешь, это что просто ты там знать. нас рукой кушаешь? Ну вот ты Подожди. ж не можешь логически вычислить Отвечай мою мой вопрос. национальность, Давай. правильно? Не можешь. Ты можешь Давай, только это давай. знать или не знать. А Давай. с чего ты взял, что он Ты- был еврей? Потому что я читал много книжки. Ну, как, хотя бы две скажи. Коран, его любимая книга Коран, но он ее не Нет, ну мы же читал. говорим, ну давайте серьезно говорить. Серьезно Давай. я говорю? У Не него религиозную любимая одна литературу. единственная книга, Какие-то- Коран, Камасутра. Но, к сожалению, он скажет, я ее не читал.
Нет, но я задала вопрос без претензий. Это прямой вопрос, который требует ответа. С чего ты взял, что он был еврей, этот Адам? Потому что я читали книжки. Ну, Откуда хотя ты бы знаешь, что скажи это одну, еврейская религия? книжки. Колобок тоже книжка. Я говорю, вот, я читал Коран и Библию и Тора. Хорошо, прочитайте суру аят. Хорошо, джихад. Я прошу вас, покажите, где написано, что Адам был еврей. Угу. Отвечайте. Я не говорил про Адам. Доктор Джихад. Я же задаю нормальный вопрос, правильно? Я же не без агрессии, без ничего. Нормальный вопрос. Слушай, люди, которые жили вообще, они не знали даже как похоронить человека, когда он умирает. Правильно? Это не ответ на мой вопрос. Ну, что не ответ на твой вопрос? Мой вопрос, с чего ты взял, что Адам был еврей? Ответ, пожалуйста. Смех — это тоже не ответ на мой вопрос. Да, он глупый человек, он даже не доктор. Нет, но подожди, подожди. А ты сама откуда знаешь? Я этого не утверждала, это ты утверждал, поэтому я у тебя спрашиваю. Вот, я это читал и так читал. Где? Скажи книжку. Ну смотри, ты говоришь, я книжки читал. Блядь, Колобок тоже книжка. Ой, извините за... Колобок тоже книжка. Довели вас, да? Они все-таки вас на свой уровень спускают. Не, я на самом деле ужасно матюкучая, потому что жизнь чуть-чуть меня... Они вас тянут вниз, доктор Гор, а вы хотели их вверх. Не-не-не, я вообще по жизни такая в жизни матюкучая довольно-таки. Это я у вас сдерживаюсь. Доктор Сари, правильно? Я правильно называю вас? Да. Скажите, пожалуйста, я не хочу на вас давить. Если вы не знаете ответа, вы можете просто легко и просто сказать: да не знаю я, блин, ответа, отстань от меня. Он не ответит. Ну, чего ты торопишься? Может быть, сейчас что-то где-то поищет, может, что-то найдет. Он никогда ничего не скажет. Он будет лгать. Он лживый, трусливый мусульманин. Ну, это подожди, самые... Не, я это просто говорю. Давай дождемся ответа. У меня очень богатая практика по лечению этих больных людей. Поверьте мне, ни один их не предал своих истинных качеств. Они очень верны своим качествам, которым закладываются с 5 лет в этих мечетях. Сура... Да, отвечайте. Да, хорошо, да. Слушай. Хочу говорить. Да, пожалуйста. Вообще, Говор, ты веришь в чем-то? Да, нет? Я верю в то, что вы сейчас не дадите ответ на мой вопрос. Любым способом, уходом в любую сторону, вы не дадите ответ на мой вопрос. Хорошо. Я читал очень много книг. Когда я был маленьким, мои родители вообще не заставили, чтобы я выбирал какую-то религию, потому что им пофигу об этом. Они нам всегда говорили, что мы должны просто верить. Так что ты веришь? Понимаешь? Доктор Сари, это не ответ на мой вопрос. Слушай, я читал очень много хадисов. Хадис, которые для мусульманов, да? Читал Коран, читал Библию. По-разному, я говорю. И по-разному языке. И я читал еще что Тора. Но я нашел мой ответ, что первая религия была, это еврейская религия. Это, послушайте, Потом вы делаете кольцевую аргументацию. Вы ссылаетесь на Коран, пытаюсь утверждать, что Коран, то, что в Коране написано, это истина, потому что в Коране написано, что Коран это истина. Это кольцевая аргументация. Это как будто я сейчас вам скажу: я папа римский, потому что я папа римский, и вы обязаны верить тому, что я вам говорю. Так вот, я говорю вам, я папа римский. Но это то же самое буквально. Чё? Клянусь, я не понял. Давайте я перефразирую. Давайте так. Вот представьте себе... Слушай, я говорю, но я не знаю. Я вот привожу вам сейчас другими словами. То же самое, скажу другими словами. На английском, могу объяснить. Вы утверждаете, что вы достали истину из Корана, потому что в Коране написано, что то, что в Коране, это истина. То есть аргумент замыкается сам на себе. Это не работает. И вот вам
ну, аналогия. Представьте, я вам сейчас возьму и скажу, доктор Сари, я папа римский. Вот такой аргумент. А почему вы должны в это верить? А потому что я папа римский, и вы должны верить моим словам. Так вот, мое слово такое, я папа римский. Вот это кольцевой аргумент. Но это хрень какая-то, но это абсурд. Можно я поставлю шах и мат, пока вы меня не затуркали, потому что у меня сил нет. Маюш, клянусь, я не Можно я понимаю. поставлю шах и мат исламу? Шали, талишния, митханены. Давайте поставим шах и мат. Давай. Так вот, по поводу хадисов, которые Сахих аль-Бухари и все остальные. Я уже говорю с акцентом. Так вот, я бы хотела спросить Аппендица мочой не пай. Вони пишут. Швая, хабиби, ну, стану швай. Окей. Я хочу спросить, пожалуйста. О, блядь, я еврей. Молчи 2 секунды, я поставлю. Не перебивай меня. Окей. Я хочу узнать, пожалуйста, все дорогие мусульмане, как наш устная Тора попала в ваших... Как наша устная Тора попала в ваши хадисы? Когда между устной Торой и между хадисами разница во временном отрезке несколько сотен лет. Как наша устная Тора попала полностью в хадисы? Отвечайте. Как наша что? Попала в Тора? Как? Я еще раз, секундочку, не мешай мне, не перебивай меня, не перестань быть пересмешником. С кем? Как устная Тора? Болезни не видим с тобой, Сахан. Мы Лазик, не видим мешай, прекрасно. а то я сейчас возьму сковородку. Просто мы сегодня не беремся, мы Если не вы пытаемся там... будете ругаться, Тора. я вам покажу, где раки зубов. Лазик, я тебе сейчас возьму сковородку и шибану тебя. Я не с тобой, маечка, я Выключи напротив микрофон. отвечаю. Ты мне напишите вопрос в чате. Я буду говорить. Я на последнем издыхании, Лазик, не мешай мне. Как наша устная Тора попала в хадисы? Тогда, когда вы мне ответите, как наша устная Тора попала в ваши хадисы, когда вы мне ответите, тогда вы поймете, что все, что можно было списать, вы списали у нас. Я могу привести вам десятки хадисов, которые являются полностью переписаны с устной Торы. Вот тогда я хочу у вас спросить, где вы это все шкрябали, переписали? Устная Тора – это наши законы жизни. Устная Тора – это все, что писали наши мудрецы, и объясняли, как нам надо жить, да, по еврейским обычаям. Поэтому я хочу узнать. Нет, не все хадисы правда. Попало в хадисы. Не все хадисы правильно. Так, нет, она... Нет, я не верю. Зарами, сделай одолжение, выключи микрофон. Клянусь Аллах, клянусь Сделай Богом. одолжение, выключи микрофон. Много хадисов я вообще не верю. Я клянусь Богом, я тебе на голову. Я еще раз говорю, сковородку надену на голову. Как наш Талмуд попал в ваши хадисы тогда, когда временной отрезок в несколько сотен лет? Кто переписал нашу устную Тору переписал в хадисы? Не знаю, кто написал. А вот теперь кушайте все то, что вы переписали. Я не буду верить, что они написали там. Нету ни связи с нашим... Слушай, дорогая, слушай. Маюш, если кто-то написали что-то, я не буду в это верить. Я не буду в это верить. Логично не буду верить, конечно. Ты во что веришь, друг? Я во что верю? Берберия – это еврейская религия. Еще раз? Берберия – это еврейская. Я в этом верю. Кто ты, еврей? Нет, я араб. Ты араб? А во что ты веришь? В еврейскую религию? Да. А что?
Но Так я тебя хорошо. перешлю хадис. Нет, ну опять же, ты соблюдаешь еврейскую религию, как традиции, все, субботу соблюдаешь. Я люблю их. Я люблю их. Нас, евреев, ты любишь? Кто вы именно? Я еврей. Ты меня Ну любишь? все, тогда тебя люблю. Конечно. Нет, я не просто не помню. Он любвеобильный. У меня зла никому, брат. Я всех уважаю, всех люблю. Откуда У меня ты? никаких нет. Он любвеобильный. Я из Юда и Самария. Откуда? Юда и Самария. Доктор Джихад. Это доктор Джихад. Нихуя не джихады, блядь. Что ты понял, как он... Доктор Джихад с нами на связи. Я не джихад, я царь. Меня зовут Вы Царь. доктор Джихад. Кстати, к нам доктор. присоединился Джонни Кейдж. Давайте ему дадим слово. Может, что-нибудь новое принес. Джонни Кейдж, говорите. Ну, я доктор, но не твой доктор. Знаешь почему? Хорошо, ладно. Я могу твоим Потому что ты личным доктором, чтобы ты понял, да. Доктор Джихад, подождите, к нам присоединился Джонни Кейдж. Джонни Кейдж, Да, он говорите. меня достать, говорит джихад, джихад. Доктор Джихад, спокойно. Мы знаем, что вы любвеобильный. И вы состоите назву в любовных... И мы знаем, что вы состоите во многих любовных многоугольниках. Ох уж эти любовные многоугольники. Джонни Кейдж, слушаю вас. Джихад, успокойтесь. Да, Доктор Джихад, хорошо. доктор Джихад, прошу вас. Джонни Кейдж, Окей, говорите. Окей, модератор Абдалла. Доктор Джихад, успокойтесь. Джонни Кейдж, вам Я слово. Абдалла. Абдулла, окей. Доктор Джихад, успокойтесь. Джонни Кейдж, говорите. Абдулла, хорошо. Доктор Джихад, успокойтесь. Абдулла. Доктор Джихад, я прошу вас, успокойтесь. Не, почему может диалог... Выпейте верблюжьей мочи, умойтесь и успокойтесь, прохладитесь, успокойтесь. Джонни Кейдж, слушаю вас. Вы будете говорить? Джонни Кейдж, алло, Джихад. Ну что, дай, пожалуйста, вопрос задать. Честно, я чуть запутался, как бы, да? Он любвеобильный. Подожди, он 2 часа рассказывает. А что он плохого сказал, как бы? Да ничего не сказал. Плохой говорил, что? А нормальный парень, он успокоился. Джонни Кейджу скажите. Джонни Кейдж, слушай вас, говорите. Я с ним вообще не ругаюсь, я его уважаю, я его люблю. Я его просто обожаю. Слушай, клянусь Бога, я тебя люблю, брат. Я тоже вас люблю. Нет, я слышу, что ты как бы так... Я хороший. Лазик, задайте ему же вопрос. Если Джонни Кейдж не говорит, то давайте же. Хорошо, я задаю тебе вопрос. Ты иудеи Самари, получается, если ты с иудеи Самари, значит, получается, с Израиля, правильно? Конечно. Я же задавал вопрос. Конечно. По-братски. С Израиля? Ты в Израиле живешь? Или родился в Израиле? Нет, я родился в Юда и Самарии. Ну, в Израиле ты родился, получается, правильно? Да, в Израиле родился. Все, ну все, на этом разговор закрыт. Я свой вопрос задал. Я закрыл все вопросы. Все, дальше не будем. Доктор Сари, Библия это еврейская книга, да? Еврейская вера, еврейская книга. Для меня еврейские, все. Не, для тебя не важно, если это только твое мнение, это не интересно. Я вообще, знаешь, если в курсе... Слушай. Знаешь, я с этим согласен, я полностью согласен, что Библия и христианство, вера Иисуса, это исключительно для евреев. Их не вера. Я в это верю, как же... Почему это наша вера, я не понял. В смысле ты в это веришь? Веришь, что ты хочешь? Почему ты должен верить? Потому что христианство это моя вера. Что же ты веришь? Не, я верю, что Иисус был послан исключительно евреям, а не ко всему. Ты еврей, что в это веришь? И вот я еврей в это не верю. Почему ты в это веришь, что Иисус был... Не, я хотел ему, арабу, вот у араба спросить, какие зачем у ты у араба спрашиваешь? У меня вопросы к вам. Почему ты с арабом обсуждаешь все, что меня касается? Я не понимаю. Что вы, ребята, родные, пожалуйста. Ко мне пришел, не ко мне пришел. Слушай, Лезик, я ему вопрос задал по-братски, Лезик, да, не ты же за него отвечал, но дай человеку ответить за себя. Так я у него спросил, Лезик, я понимаю, ты христианин,
не еврей, и тебя это задело. Я не хотел тебя задевать. Я чисто у него спросил. Общайтесь. Но он вроде нормальный, такой мирный араб. Все нормально. Но он родился в Израиле. Не, ну это многое меняет. Я спрашивал, Многое как он объясняет. это понял. Он не Да, ответил. еврейская вера. Поверьте мне, он ни на один вопрос сегодня не ответил. Доктор Джихад очень изворотливый, хитрый мусульманин. Лживый и трусливый, трусливый и лживый. К нам присоединился Антиочи. Он же сказал, что он юда Бесполезно. из какого-то... Бесполезно, поверьте мне, он вам не ответит. Давайте дадим слово новому нашему посетителю. Антиочи. Ладно, давайте. Я буду Не-не, вы слушать. говорите, хоть на другую тему, может, но с этим бесполезно. Этот товарищ, он ничего не скажет. Коммунист, джихадист. Не, мне было очень интересно. Он не ответит, он, видите, Многие ушел. люди, даже среди мусульман, я спорил насчет этого. Я считаю, что Иисус был послан именно евреям, а не другим людям. И вот это я хотел у него узнать, как он это... Ну, спросите у его Лазика мнение тогда. насчет. Лазик, давайте переадресуем вопрос. Лазик, отвечайте. Ну, может, Пусть он Лазик был не ко мне считает так. Ну, конечно, не считает. Потому что я считаю, что он не был ко мне послан, он родился как обычный еврей, Коэн был. Коэн это сейчас переведу. Я с иврита пытаюсь перевести, Это, паломник. Джихадист тоже? Вот ты согласен, что Иисус был обычный еврей, а не... Он был Коэном, кстати. Я Коэн. Коэн на русском языке джихадист. А Валё Кашур. Это не Залема Шукадош, Шулема Душкадош. О, да ло. О, да ло. Он не был Коэном. Не был Коэном. И, Лазик, если он был обычным евреем, почему ты ему поклоняешься? Кто ему поклоняется? Что, серьезно сейчас? Иисусу, как христианин, вы христиане, Иисусу Каким мы христиане? поклоняетесь. Ты пьяный? Получается, вы поклоняетесь обычному еврею. Во-первых, ты еще раз, ты задавай вопрос. Был еврей, это наше местное Маечка, секундочку, Маечка. Секундочку, не лезьте в наши местные разборки еврейские. Какие разборки Иисус местные? был наш, Не надо. лезьте к нам. Нету здесь еврейские, не еврейские разборки. Здесь речь идет о религии, а не национальности. Маечка, пожалуйста, моя дорогая. Речь идет о монотеизме, а не евреях. Поймите. Так, еще раз, почему ты мне рассказываешь, что я ему поклоняюсь? По какой причине ты решил, что я ему поклоняюсь? Я думал, ты христианин. Я еврей, я иудей, еврей, сионист и так далее. Все, понял. Я думал, ты христианин. При чем еврей к христианству? Я просто не совсем понимаю. Лазик, тормози, ты меня можешь услышать? Я думал, ты христианин. Но ты говоришь, если ты еврей, то ты ему поклоняешься. Наши разборки. Я имел в виду, я считаю, что все христиане поклоняются одному еврею. Я так считаю. Ты сказал, что право это считать. Лазик, Майя. я еще раз тебя спрашиваю, Лазик, Иисус еврей? Еврей. Иисус еврей. Наши разборки. Наши. Что все остальные? Причем все остальные, все русские лезут к нашим евреям. Опять же, нет, так-то если мы будем он по своей глупости, рассуждать... он по своей глупости думает, что евреи христиане. Понимаешь, в чем дело? Давайте ему объясним. Дай мне ему объяснить, что это не так, пожалуйста, Майя. Не, еврей, не говорю, что еврей христианин, но он был Ты сказал послан, это, до этого ты сказал, что если еврей, значит ты христианин, ты сказал. Я не сказал это, я думал, что это. ты христианин. Ты 3 раза ты сказал. 3 раза ты сказал. Да, не как сказал, что сказал, но я имел в виду, если ты я думал, еврей, что сказал, ты христианин. значит, я подумал, что ты христианин. Ты так сказал. Вот слово в слово. Нет, я сейчас скажу, что такое тебе говорил, значит, ты... Погоди, я имел в виду, что изначально думал, что ты думаешь, что я еврей, ты посчитал, что я... Лазик еврей. Лазик... Давайте, дорогие друзья, я прошу прощения. Я понял, и я же тебе изначально... Лазик еврей. Все, я понял, тебе вопросов нет. Дайте 10 секунд, дорогие друзья. Лазик еврей.
Маюша еврейка. Все, вопросов Они все нет у яхуды. меня. Если он еврей, я и его мы не все спрашиваю. любим их, уважаем, ценим. Пускай живут своей жизнью. Они никому не лезут. Со своей религией никого не лезут, никого ни к чему не призывают. Так, на этом, дорогие друзья, прошу прощения. Мы сегодня Хорошо, очень и много как с вами я посидели. понял, здесь евреев обсуждать нельзя, Не, да? Это обсуждайте, еврейские обсуждайте, чисто темы, обсуждайте. и- Но сейчас... Нельзя Ну тогда обсуждать. давайте не Поговорим будем давай. арабов Не рассказывай мне Обсуждайте, обсуждайте, обсуждайте. Вам никто не Не, запрещает. если здесь именно евреев не Можно. обсуждать, Да а обсуждайте, других дайте можно, закончить я не мысль. пойму, это что за Обсуждайте. Обсуждайте. Просто сейчас мы уже завершаем эфир. А так обсуждайте, заходите, дискутируйте, говорите. Ничего страшного в этом нет. Давайте, дорогие друзья, мы с вами будем прощаться. ведущий, я не тебе, я вот Шо люди адикел слышал, масера что не стоит. вы нохши хоман пейдадол шхулити вы мялину. Нохши мяши адол вы нохши хам мяш дуакил от бусел биня от хораня от бюгаля от сюля. Да я Берт Киелвой. Всем желаем добра, любви. Для чеченцев ставится песня про джихадиста-мусульманина Джохара Дудаева в исполнении народной артистки Чечено-Ингушетии Тамары Дуда. Тамара, да, это чистый джихадист, чистый мусульманин Дудаева, альхамдулилlah. Валла Аллаху, что такое лидер. Искать одно единое, как бы, да. И вот эти вот мелкие какие-то там, разногласия, то, что вот Джохар был и все такое. Я думаю, что в конце концов, дай бог, не думаю, а надеюсь, что у вас все получится. Оставим Джохара, оставим эту всю политическую тематику, как бы, да, убери. Да, давай вот и без этого. У меня уже... Да, все, да. Только правда. И только Еще раз, правда. я Это тебе чувствую, долг я тебе и память чувствую, перед теми, я кто тебе чувствую лишился правду. жизни с конца Я тебе 17 говорю чистую века. правду. Наш Чистую правду. чеченский долг Я знаю твою говорить историю. правду. Я твою Чеченцы должны говорить правду. У нас нету я не идолов, чеченец. Я не героев, Я тот лидеров, за которым должны идти. У нас есть только правда. Мы чеченцы. Войнох чуду. Все, Лазик. Доктор Лазик, мы вас любим, мы вас слушаем, мы вас слышим, мы исполняем ваши предписания. Лазик наш доктор, чеченец, еврей. Да, я понимаю. Это моя мысль. Да, я понимаю. Никаких прав. Вы говорите все, что вы хотите вот на ваших эфирах. Это же ваша площадка. С помощью вас мы ее создали. Вы ее финансируете скрытно, да. Нам пишите программные речи. Вы наш пиар-директор. Пускай все люди знают, мы работаем на вас. Вот в любое время Лазик будет приходить к нам и будет говорить все, что ему захочется и вздумается. И хотелось бы искренне попросить прощения у нашего доктора Крикса. Просто Сегодня жалко. у него не получилось Ночью, полечить, да. Доктор Крикс. Если уже дать свою мысль, жалко, что есть пару таких платформ, как бы, да, которые... Джихадистских. Но мы же не джихадисты. Вот таких джихадистов, которые мне нравятся. Я же не джихадист, я чеченец. Нохчеву. А Дудаев был джихадистом. Он джихадист, он мусульманин, он шахид, и он попал в рай. И любой мусульманин, араб, турок, Бангладеш, папуас, кем бы он ни был, придет и у чеченцев его заберет, потому что он представлял уму. Он джихадист. И мы будем это говорить и доносить до нашей чеченской нации, что джихадисты нам не нужны. Принимаю, не принимаю, еще раз. Есть пару платформ, где мне приятно находиться. Приходите. Да, но в конце концов происходит так, что вы между собой ругаетесь. Давайте... Мы ни с кем не ругаемся. Я разве с вами когда... Я всегда вас слушаю. Ваши предписания исполняю. Я сказал между собой. Я всегда ваши предписания исполняю. Вы же наш директор генеральный. Я не могу вам противоречить. Хотелось бы искренне попросить прощения у доктора Крикса. Доктор Крикс, я знаю, что вы нас услышите. Просим у вас прощения на коленях. Вы не смогли сегодня лечить, свою докторскую практику применить в действии психиатрическую, мировую. Так что вы вынуждены были уйти, а вы не любите, мы понимаем, склоки. Но понимаете, эти эфиры мы проводим по программе доктора Лазика для мировой общественности, для интернациональной публики. Это не закрытый клуб каких-то чеченцев, клановость, мы ее не можем себе позволить. Мы работаем для всех, на всех площадках, на всех языках и для всех наций. Спокойной ночи, мана-мана, я пошел. Все. Огромная всем благодарность. Сутягвай даярзю, хара, таанлера, низ эфир, шу адикел, нохчи омяш дохил.
Марш Оля. Все, давайте. Спокойной ночи. Свободу и здравомыслящим людям, дай Бог. Знаете, очень интересная ситуация произошла с Чечней именно в вопросах религии. Потому что с 94-95 года российские спецслужбы начали активно вводить очень не присущие, не свойственные чеченскому менталитету религиозные течения. У нас были Накшбанди, Кадари, два тариката, и потом и уже совершенно новое течение внесли в республику, с чем они и раскололи чеченское общество на самом деле на эти религиозные почвы. И естественно, это все поддерживалось со стороны российских спецслужб. И уже когда определенный слой чеченского населения, особенно молодежь, когда они начали исходить из фундаментальных каких-то радикальных форм религиозной формы, они начали уже Кадырова представлять в виде духовного лидера. И наши крайности, которые мы кидаемся из одной крайности в другую, это немного вводит в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня от нашего правительства, от нашего Государственного комитета деоккупации требует, одна часть от нас требует, чтобы мы признали и заявили о том, что мы построим исламское государство, и мы будем отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Мы по этим двум крайностям, для нас эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. И поэтому мы строим демократическое правовое государство, и поэтому вот эти разногласия есть. Да ты что, сукин сын, самозванец, так никаких властей не напасешься. Политические убежища, товарищ Негардер, Аллах, Сани Бако Ельяц, Закай Абадна, Ельяц, Сани Цел. Политические убежища, вы ехать, делать так, вы ясно бордыс, вы дать бордыс, что хирме хунду. Политические убежища, яхна, тигах диона. Şirket çimette avuç verke, işte jevevat istin daha etemiyor. Motorun şilo yaşa tamam. Схогула шейтанова лило цедит. Таганлеш Дина Хазака просто оторвался от действительности, причем слишком. И ситуация глушевать. На вот конкретно как видишь, удалма, разъект рвется, не сургируется, да, понесла, не слухался двое. Из-за Кавардиона, Хартон Дали, значит, это же Закаев, когда Басаев был в Бетлихе, значит, сделал открытое выступление, Сенат Сухович, Кавказ Телевиденчева. Он дословно сказал, мы должны гордиться, что наши муджахиды оказались в Бетлихе. Мы должны гордиться Бахарцем. А кто-то, Грузия Ахрина, он говорит, что они изменники, значит, договоры Паркеля, значит, Вальдион, это он Чудонов, Войду и так далее и тому подобное. То есть вчера, когда нужно было говорить, что вы, негодяи, делаете, какой Бетлих делал. Возьмите себя, где кое что хочешь дать, вы захит надать, вы охчадать, вы следуете, хлеб надать, вы дальше не зандать. Вы ханбин это дело, что не принимали в ралидах, ваш хулида, харбинах, баадиш, ну, говорите, что не выхватит. Нет, если он благовал, Аллах, царь не выхватит, значит, только говоришь, Бог ваш. Who is this man?
Аманту биллахи. Что-то их дадуло, что? Все, это особенно ночью, хожа ночью, шею приветствую, да, я концанею приветствую, лилу, еще. Ночью приветствую, я это ночью приветствую, я. А, не. Салам дал ей, что? Да, ночью чего? Валла, билла, дух чего? Да, охлора, да. Ночью дальше он тигрном, да? Далее маршал был. Ассаламу алейкум. Да, я не признаю это чеченство, это какой-то бред. А за чеченство? Муса, да, хабарде, Бусовдин, Хадале, Хулил, ночью. Даваха. Вот это из Дамова, мы не хотим никого. Но Бусовдин, Хакачи, ночью, Хуалер. Вообще, метады, если да. ديال خدا ديال خدو موسى عويل خدو خدا حذكر خويش وات نوخش تاني قمنا ويش وات نوخش وخن بوا اسمها ذكر فلان خويش صوتين نوخش حذكر ذكر ده چرا ويش وات وات سواش موش ديلر بول نار سموش راوديت Да, соборди, дело, Аллах, чуя, дело, что был. Ну, изгонял, да, основу, тигр, на куфре, да, есть бага. Это есть баг. Нельзя так. Наоборот, я тебе говорю, все. И мува хиля, и нагасон свершится или не, свершившийся факт есть. Это правило шариата. А это он, нет цани, хадуахи цаму. Все, и хадих калош, ду. Це юридически проволочка, вся гумадат тига. Через парламент прогонять, дать. Насильственно кто-то власть взял, ему присягают. Смотри, здесь подобное произошло. Неважно, как это было. Если это соответствует Корану и Сунну, все, руки подняли и сдались. Но я задам коротко тогда, насколько легитимен Закаев, как за ту должность, которую он себя выписывает. Слушай, легитимность – это то, что дает какая-то процедура, легализованная в государстве. То есть в нашем государстве легитимность дает народ, который избирает тебя на... Это избираемая должность. То есть у нас президент, парламент, это все избираемые органы и должности. Поэтому там, где народ не избирал, там, где кто-то сам себя объявил, о легитимности там никакой речи быть не может. Поэтому, конечно, нет. Конечно, Закаев не может быть никак легитимным, пока не пройдут у нас выборы, и мы сами не изберем. Если Закаев победит на свободных выборах, то здесь нравится он мне там, или кому-либо другому. От этого уже ничего зависеть не будет. Он будет легитимным. Лахтан дяцу делс нах оствеш мехтига ит ижол шерцу. Изирч его кулон и цутолиньо заришлон ши наранта таваф дай нахти уи с паломничество яр и эрванш буш табарбист. Коран суннат яд вош болбарт милхт я хи хубарт хелит дохшно хи милк мич берти қойықш бушо. والله تأيش تكون قرآن إح سنة إح بوش والبرت بوي نخشلت إحي ويناخلت إحي كوكازلت إحي بوش برت تكون إيشش بات تكون عنده أتبرت قرآن سنة إح بوش والبرت بوي تكون إيشش بات السياشنا بيغمنا سياشنا صلى الله عليه وسلم تون سحاب شنا سياشنا تابعين شنا سياشنا تان إح بوش بو إمام شنا سياشنا تكون تأيش Sondela zuberti matayıklaş todona. Şu ibar çeynuk abi şeyiniz bize. Kon etsabirşon. Hoç enduşon atbarta. Su dayaqiyş. İza konu dayaqiyş. Samasiyah statiyayu. Zudri baqu boji baqu santer baqu yubo qi samasiyah şer andu halu oşel. Baqu şeyduq ve qutya. Kel zamlaha rasi yuha yana masalan ba asnona ve kel paç aqul şlaha. Sut ediyaçı her uyşadu elat sahibetson. هردونا شير دل ألا تعمل يستر داخل إستوريا بولكش تدونا تي حاج واحد اللي مقردو يقوس سنة شيء قلت له شو أقول شو بيش تغيته مقردو هونا تعدى زل سيل لدات وقتنا نعدون ده حيطان دعبي أشي نعدون تخم دو إيمن أسماخ عدونا
Российский уголовный кодекс Бабаша суд знаешь حقه تشرعت النجاح ما وصلنا سنة وستي مش خدوا يصير هذا عندنا تخيل دين دود دقنا وقت. Ассаламу алейкум. Я Сульманов Джамбулат, руководитель чеченского национально-освободительного движения «Единая сила». Минувшей ночью Евгений Пригожин и его подразделение «Вагнер» захватили Ростов-на-Дону. Сегодня колонны вагнеровцев движутся по направлению к Москве. Российские силовики не оказывают особого сопротивления. Возможно, мы в преддверии очередного военного переворота и революции в России. Это событие однозначно скажется на чеченцах. Я обращаюсь к свободным гражданам независимой Чеченской Республики Ичкерия, находящихся под оккупацией. Следите за развитием событий и будьте готовы в нужный час выйти на улицы и площадя чеченских сел и городов, взять под контроль административные здания. Я также обращаюсь к руководителям, командирам кадыровских подразделений, не запятнавших себя кровью чеченского народа и издевательством над собственными гражданами. Сделайте свой правильный выбор в этот сложный час. Это ваш последний шанс реабилитировать себя перед чеченским народом. Или сложите оружие и разойтитесь по домам. В этот сложный час мы, Единая сила, и я, его руководитель Сульманов Джамбулат, готовы взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в республике и в регионе до проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. Я уверен, что мы сможем создать новую команду из достойных чеченцев, не запятнавших себя связями с кадыровской властью и с российскими спецслужбами. Отнеситесь предельно внимательно и серьезно к данному заявлению и будьте готовы. Обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководитель? Статус Чеченской Республики и его народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двухсторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. Хичбол, наверное, смешно больше наш дичь. Даже опровергать смешно это даже. Доказывать. Вера сама по себе, вера, тишер, из-за верить Богу. Видите что? Сун дейл вуйха, сун ших элинч гейтандел. Шен лашу тиш, шен салашу матиш. Не просто я верю, я знаю, что он существует. Хартский интересно, да, султан, мне это не интересно абсолютно. أنا شو عنده интерес أحسن أبنات وناس نيس حيهم تبوء. Су хартский это да. Но я сейчас не буду, мы не будем. Асфик эйлерки юг действия. Я что? وأحسن جوب تقدر بوت تبع بعض وخات مش منطقية. Мы должны судить по исламу, а не по чеченским адатам. Сона чеченские, ингурские адат шдуй, бусобдин сравнить, тече حق المعتصر يدخل حقا اشتغل دينا دعوة بصب دينا سحبونك دعسياقы идол адач حقا дадохор درس. Мы должны судить по исламу, а не по чеченским адатам. Сона чеченские, ингурские адат шдуй, бусобдин сравнить, тече حق المعتصر يدخل حقا اشتغل دينا دعوة بصب دينا سحبونك دعسياقы идол адач حقا дадохор درس. نخشي ويا واتو نخشي غلغي ويا واتو غلغي وعملوا عيال ميتشل عشان سنتي ستواتو هان سوشاوي غوخ نخشو انغوشو دагестани сушави гушо но сунати ситуация. Я ж у тебя давно еще, год или два назад рассказывал, когда Медведев был еще президентом, и Геннадий Гудков, который у тебя бывает, мой друг, мы вместе занимались политической партией Медведева, все было хорошо, здорово, развивалось. И потом, я не буду называть имя, он шел в России на хорошем, высоком уровне, человек, кто это мне сказал, Патрушев, Путин взяли Медведева, Димон, давай поехали, полетим на рыбалку. В Астрахань они полетели, и потом он оттуда приехал, я буквально цитирую, кто мне говорит, и пересрал, говорит.
Они сказали, меня убьют, если я создам партию и выдвинусь кандидаты в президенты. Говорят, убьют, они меня убьют. И понимаешь, вот и все. Вот этот весь дух Димы Медведева, и поэтому они его держат заложником. А что вы можете сказать, вот у меня, к сожалению, не получилось записать во время, когда вы характеризовали Руслана, вот по поводу Руслана самого, как вы его знаете, вот как вы можете... Представители чеченской интеллигенции, коих мало осталось. Их надо беречь, тем более, когда они в оппозиции, способны адекватно что-то формулировать и предлагать. Таких людей вообще нужно в Красную книгу выдавать охранную грамоту, а не натравливать каких-то там людей, которые фальсифицируют дела. Я думаю, что вот... Только на это условие согласны. В конечном итоге, опять из-за предательства, в первую очередь, этих же Кутаевых и так далее и тому подобное, значит, и консультативный совет Кул Элла Суртватинаца. И нахлебешь, готовность ахетин, хок дюйцер, маршой юйцер, почхалп юйцер, вот, хок кардион, вейкса дюйц, тигах кедюйц, арелаш дельктеду. После выступления вот этих Черновых и представителей, заместителя полпреда Казанцева, вот, и Камилдин, Челт Эхдион Кутаевс, Дил Камилдин, ушел Камилду. Вот. Я за 9 месяцев выполнял работу Ахмада Кадырова. 9 месяцев внедрился среди этих шакалов, и на территории РФ их будут тратить все. ФСБ. И на территории РФ их будут тратить все. ФСБ. Я за 9 месяцев выполнял работу Ахмада Кадырова. 9 месяцев внедрился среди этих шакалов, и на территории РФ их будут тратить все. ФСБ. Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить в постоянном основе в европейских странах, кафирских странах. Кайрол цен бусул нахер бацарон, Кайрол бакай онхер бацарон, Кайрол бакай элуахер бацарон. Зато умно гуч бехана куш. Скикада ца умно гучом бехана уж. Тунде хорумши займа связаны ду. Сунца нохчи қонах цанна дин ситим қидирват. وين سعادس نويازة ديني تسديني تتيش شاب وي بيزبوجنك شا والله حق شين خلا пропагандияш هم مالي دي пропагандия يوش مدراتي شي دين دقيق هو شو دقيق هدو دقيق شو دقيق هدات إيمان دوتش الخيل دوتش الخيل دات وين دخ بيتر خيل مدويت سناخ ويقام إنزل سيل كاتشر مدو يوم ليليش وين هما دوتش تديدون وين هو تسناخ وين ريليجيوزنا وين يوك عيهم مش دالح ويقام وبشي خلق المدو вообще деградация. Сдину слышишь мадуй, вы ишь там дик нахбадать, это deutsch. Ос дину слышишь мадуй, вы дел его золу бош дат, дел хкер бош. Дуй вы ха маду хиес ляч инзали био хиес лудош кам. Безбожный дядь. Дел курана, безбожный вы хам дала. Нохчел безбожник шребац хотюнена. Дел Нохчи никогда в жизни Адам Хелдаулю шумшляц, нохчи дехазоншю, нохчи сидайнуншю, прейдеборшумшляц. Иш юхи яхкит мегадад, юхи ечацогун кидал, милту яхко ешу нохчи из So buur nog чуват, so дешисенц nog чу. Те, которые живут постоянно в Европе.
Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить на постоянной основе в европейских странах, кафирских странах. Какой бюст? Это еще с тех времен? Да. Это тот самый бюст, который стоял тогда в кабинете, да? Я с собой забрал. Интересно. И сталинский. Ну вы же чеченец, как у вас на столе? А? Ну вы же чеченец, как у вас на столе? ايه قوشر عوي بايمون عليه الصلاة والسلام دقيق دوش بوسو بدينخ اخز خيدو غيلخ دو يلخصو غيلخ قونح چون قابي سوچ داتون بوسو الباولش شي سيسا ديغا دينو دوش وش ساقابي غيلخ داتون قونح چون قا غيلخ دعون كما شو خيرون صبر خيرون دينو خيرون تيشر خيرون ليرم خيرون Ленина свалили. 80 лет прожил, я еще такого не видел никогда. Это фашисты, бендеры, все поделали. Vela asbārpagi dagāsan I nokči mērš pačal iz dēl bokči. Dēl reiz volčā var izdjāca, ha? Son šviecim jak šon. Вот так вот отдыхают нормальные ребята. А вы, лошары, там сидите. Я официально говорю, что я выбрал Владимира Владимировича Путина, лидер мира. Ахмад сила, Россия мощь. Но я не думаю, что я болтал излишнего. Вот поэтому я сегодня этот флаг, как и вы, оскорбляете наш чеченский флаг, я буду оскорбить ваш флаг тоже. Для меня это флаг врага сегодняшнего дня. Любого человека, кто за этим флагом сидит, делает эфир, меня без разницы. Вы хуже женщины. Вы швали. Вы никакие не чеченцы. Вы и не были чеченцы. Если бы вы были чеченцы, то вы были бы и в Чечне, или за Чечню. Но не против. Вот за эти пропагандисты не стоит болеть или, не знаю я, поддерживать их. Они ничто. Я готов умереть. İşte maşlu. Sana her işte düz oldu ya. Şu diye yok şu korni işte düz oldu ya. Usundan da. Ve şeyin خي beş fiyat. إيش أسكر بلينش ليلين. إيش دعونا سواها يتثبتن. سوسي ديما قاچا تثبتن. ديل دو حسين ميلن. هل شو بيرق يا قول يقص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش حجل؟ ها بيرق سن يوغيل شو إيش كيري يا ربي يا الله. كده شو؟ إيه بيرق سن يوغيل شو هريش كيري. إيش توجدوا؟ حيدين يفدون هلك. حيدين يفدون هلك. حيدين يفدون هلك هاي. فديزك ويلا دون هلك ويلا. 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 كافر سنة. Opgave, je wordt daar zwart, maar met de jongens. Dat is wel heel, het is wel, je weet je bij de dealer. Zo'n soort van dealer stuk. Niet ja, maar ja, je hebt inti. Niet ja, dus. In zo'n internet, ja, kan je er niet Poetin de lucht daar zo. In daarom eilen, zou je haar maar wachten, om eilen. Да, я Авашка, и что теперь? Да, я Авашка. Все, успокоилась, призналась я тебе. Вы? Что теперь, обосраться и не жить, что ли?
قام خلق ديا سيسس ديا هردرك دنيا سان تديرزي يا الله تحية ثيريوج تحية خلق يا الله يا الرحمن يا الرحيم أتو بيخو يقو كي قاعدون سونبزا أتكي بردات هرقام دات يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا القدوس السلام المؤمن الوهاب يا الله خلق ديا قام نخش قام خلق ديا سيسس ديا قام دات يا الله هو الدنيا جو последний قام ديا وقال هو شما يوسم شيا وقال غور حيتا هو قال نس حيتا هو قال تروى حيتا هو قال حيق حيتا هو قال نور حيتا يا الله خلق ديا قام يا الله يا يا تتانك حقوة لغين معزيلي يونوحشي يتعدين عطلين فشلت النحو بلودك بلاد يا الله كتشول بلاد Да, я Аллахка, и что теперь? Да, я Аллахка. Все, успокоилась, призналась я тебе. Вы? Что теперь, обосраться и не жить, что ли?